Мама, промотай эти 5 минут, пожалуйста. Я этого по жопе ремнем ударила, этому подзатыльник дала, и вроде нормальным человеком вырос. Она меня прям носом тыкала. Много хочешь, мало получишь. Я, может, тоже много чего хочу. Губу закатай. Поэтому уже надо втащить скоро. Да, и я говорю, там да. Все пропало. После 3 уже поздно. Я не успела, я опоздала, я уже нанесла психотравму. Я красивая женщина. Какие мне отношения с мужем? У меня вот ребенок, мы уроки с ним делаем вместе, мы с ним в институт поступаем, мы с ним невесту выбираем. А мой муж на это отвечает: я что, псих, что ли, идти к семейному психологу? Да. Может из этого разрушиться семья вообще? Ой, а вот это... Мне кажется, что говорить не стоит. По моему лицу не видно, но я в диком восторге сейчас. Всем привет, это подкаст «Раскрыватор», и сегодня у меня в гостях психолог Виктория Дмитриева. Вика, привет. Привет. У нас сегодня будет 3 темы. Мы поговорим про семью, про детей и про личность. Наконец, я оставил про травмы, установки, психология бедности, вот самое сложное. А начнем мы с семьи. И первый вопрос у меня – это про определение слова «семья» сегодня. Я слышал мысль о том, что во времена наших родителей, в 90-е годы, семья была во многом вынужденной мерой, потому что нужно было только сочетанием бюджетов на что-то жить. Да. Было очень много убеждений и установок, что разводы – это плохо, и даже законодательная база во многом там чему-то мешала. И в целом это были люди, воспитанные в тяжелое время, которым вместе было как-то вот проще. Да. А сегодня предложение пойти в ЗАГС воспринимается не всегда уже прям позитивно. Вроде как законами там даже гражданский брак подразумевает общее имущество и так далее. И как будто бы что-то в мире поменялось. Поэтому я хочу зафиксировать. Мы сейчас будем говорить про семью и отношения. Семья – это обязательно люди, которые сходили в ЗАГС и у которых есть ребенок, или это люди, которые встречаются 3 месяца. Вот про кого мы сегодня будем говорить в этом блоке? Я, во-первых, сразу хотела поспорить, необходимость в таком социальном конструкте, как семья, она все-таки никуда не ушла. Людям свойственно соединяться в пары и создавать семьи, и это не только социальный конструкт во многом, да, чтобы легче жилось, но и в целом наше стремление, такое, можно сказать, биологическое, объединяться в какие-то группы. Человек, конечно, может современный человек прожить и один, абсолютно самостоятельно, без всяких там мужей, жен и детей, но стремимся мы все равно к какой-то совместности. У нас есть такое стремление. Поэтому мне кажется, что вот этот институт семьи еще долго не отомрет. И сказки об этом, и страшилки намного больше, чем это показывает действительность. Ну, а относительно того, о какой семье мы сегодня будем говорить, я бы говорила, наверное, о чем-то таком из учебников. Семья подразумевает, что это не просто супружеская пара. Да, есть же супружеская пара. Это семья без детей. Я только сейчас понял, что супружеская пара – это, правда, вот отдельное что-то от семьи. Так. Это отдельно от семьи. Семья, она подразумевает, как правило, несколько поколений. Например, родители и дети. Или бывает многопоколенная семья – это дети, родители, бабушки, дедушки и так далее. Поэтому я бы говорила о семье как о чем-то, в чем есть несколько поколений. И это интереснее, потому что где есть несколько поколений, там есть кризис поколений, там есть какие-то сложности. Ну и есть супружеская пара. Можно, наверное, это назвать семьей, но я бы говорила сегодня о более расширенном составе, тем более ты говоришь, что мы и детей затронем там, поэтому давай остановимся на таком определении из учебника. Друзья мои, через несколько секунд вы продолжите просмотр этого интереснейшего подкаста, а пока я напоминаю, что у вас есть возможность созвониться со мной или с некоторыми гостями моих подкастов в Zoom, побеседовать о вашем бизнесе, задать свой вопрос. Я прям включенно обещаю его решить. Наши гости тоже чем могут, помогут. Такие зумы, они платные, и все собранные средства идут в наш благотворительный проект «Час добра», которому отданы все рекламные интеграции на моем YouTube-канале. Мы помогаем домам-малютке в городе Екатеринбург и городе Нижний Тагил. Все отчеты о том, что мы им закупаем, что мы им привозим, какие классные кабинеты мы им делаем, находятся по ссылке под этим видео, поэтому кликайте, заходите, помогаем детям, классно общаемся. Вот, и подписка, лайк, комментарий. Продолжаем просмотр. Мы до начала, когда немножко общались, я сказал, что у меня, я считаю, семью счастливой. Мы вместе 13 лет, и обо всех проблемах я знаю во многом из учебников, из каких-то или из книжек. И поэтому мы сегодня будем говорить про кризисы в теории, а про счастье на практике. И задача сегодня этого подкаста для меня лично – это разобраться, что мы сделали правильно и как это продлить. Вот такая у меня... Это супер вообще. И ни одного кризиса за 13 лет. Мы поругались один раз.
через 5 лет совместной жизни. И то уже потому, что, заколебал не ругаться. Я очень спокойный, со мной сложно поругаться. Да, и иногда жену это подбешивает. Вот. И плюс она у меня лучше всех в мире. Это достойный набор, спокойный муж и лучшая в мире жена. Это прекрасная пара. Да. Так вот, в теории, когда мы жили вот на старте, родители говорили про какие-то кризисы в семье. Что есть кризис там 3 лет, года, 7 лет. Я уже вроде как прожил это все, ничего страшного там не увидел. Я хочу понять, где же там можно споткнуться. Вот что это за такие кризисы из учебника? Ой, споткнуться можно вообще на каждом шагу, если честно, потому что, безусловно, вообще что такое кризис? Давай разберемся, что такое кризис. Кризис – это не один раз поссорились. Кризис... Определение в смысле дать? Я хочу не то, что определение, хочу объяснить, что это такое, потому что у нас сейчас действительно есть путаница. Люди слышали, что есть какие-то кризисы семейные, но не очень понимают, что... Разовая ссора не равно кризис. Разовая ссора не равно кризис. Да. И даже если вы месяц не разговаривали, а потом помирились, это тоже еще не кризис. Кризис, что это такое? Вообще любая семья опирается на 2 закона. Закон сохранения и закон развития. Закон сохранения нас учит тому, чтобы мы сохраняли все максимально как есть, закон гомеостаза. Все должно оставаться так, как есть, потому что это безопасно. И закон сохранения работает так, что мы иногда пытаемся сохранить даже то, что сохранять не надо. Вот эти несчастливые семьи, про которые ты знаешь только из учебников, они как раз очень много сохраняют того, чего не надо. Конфликты, которые передаются из поколения в поколение, тревожность или зависимости. Почему некоторые семьи держатся, хотя там жена 20 лет хочет уйти от мужа-алкоголика, но закон сохранения, он держит все очень статично. И очень хорошо, что есть 2 закон семейный, это закон развития. Это когда мы понимаем, что так, как было, оставаться уже не может. Рождаются дети, умирают родители, меняется вся внешняя структура мира, меняется внутреннее наше устройство. И те семьи, более счастливы, которые больше опираются на закон развития, которые понимают, да, мы постараемся сохранить все хорошее, что было, но все-таки наша семья идет по пути развития. А что такое кризис? Это когда столкнулись 2 этих закона – сохранение и развитие. Когда, с одной стороны, мы хотим сохранить все как есть, мы хотим, чтобы все было как в начале, та же любовь, страсть, конфеты, букеты. Но мы понимаем, что так уже никогда не будет, что время прошло, у нас родились дети, мы стареем, болеем, что-то в мире происходит. И нужно идти вперед, нужно действовать как-то по-новому, а как по-новому мы еще не умеем. То есть уже и старое не работает, и новое не сформировалось. И вот на этом сломе как раз происходит кризис, который может тянуться до 2 лет. Это не 1 ссора, не 1 месяц, а до 2 лет вот этой перенастройки. Как мы дальше по-новому будем жить? Из этого определения я могу только один кризис привязать к примерно одному и тому же времени у всех. Это когда рождается первый ребенок. Да. Ведь события в мире мы не прогнозируем, родителям тоже, дай бог, здоровья. Правда, есть только один кризис типовой? Нет. Во-первых, сначала меняется все, когда пара просто встречалась, а потом начали жить вместе. Уже по-новому надо договориться. Каждый несет свой багаж какой-то, как они представляют себе семейную жизнь. Например, у нее в семье было так, что мама без папы ужинать не садится. Вот папа, если задерживается с работы, она сидит и ждет, не ест, ждет его. А, например, у него в семье было, что кто когда домой пришел, тот тогда и поужинал. Никто никого не ждет. И у них начинаются вот эти притирочки, когда она его ждет с работы, не ест, он приходит и говорит: ты что меня ждала, могла бы поесть? Он говорит: да я вообще тебя люблю, как я без тебя буду есть? И вот такие... Никогда такой проблемы не было. Вот, но таких миллиард вопросов. Примерно каждый приходит со своим чемоданом, и они начинают как-то сонастраиваться. Это первый кризис, когда просто мы встречаемся, мы оба классные, мы переходим к совместной жизни. Так. Потом появляется ребенок. Это действительно все по-новому, как раньше уже не получается. Хочется ходить голыми по квартире, целоваться где угодно и заниматься любовью на кухонном столе, а тут, оказывается, уже так нельзя. Хочется высыпаться, а там уже... первые полгода как бы можно. Ну, так, очень аккуратно, да. И хочется высыпаться, как раньше, поспать в субботу подольше, а уже не получается, да. И нужно снова перенастраиваться. А потом 2-й ребенок.
Это тоже сильно меняется семейная система. После этого дети, например, идут в школу, и уже это внешнее предъявление, ну, условно, твоего проекта. Я не знаю, у тебя дети пошли в школу? Да, в первый класс. В первый класс. Одна пока. Пока. Дальше у многих родителей происходит следующее. Если до этого ребенок, который рос дома, это самый лучший, самая красивая девочка, самый умный мальчик, тут мы, скажем, на совет директоров представляем свое детище, его вдруг начинают оценивать, вдруг нас начинают вызывать в школу и говорить, что, ну, знаете, вот здесь не самая лучшая девочка, а вот здесь не самый умный мальчик, а вот здесь надо... И у родителей, скажем, за слабой организации психики, они начинают очень сильно переживать, они начинают друг на друга валить это, что это вот ты плохо воспитывала, а ты вообще не воспитывала на работе целыми днями, начинают выяснять, кто же виноват в том, что ребенок оказывается не самый лучший. Это тоже семейный кризис. Дальше подростковый возраст детей. Добро вот это пожаловать. Я еще не видел, что мы там, пока мы все пролетели да, просто это супер. со свистом. Это говорит о том, что у вас очень прочная вот эта супружеская подсистема. Вы вдвоем работаете хорошо как команда. К сожалению, так бывает не всегда. Дальше подростковый возраст детей. И вот, кстати, когда пара как команда, она этот кризис может пройти, объединившись и с юмором, относясь, что ну да, ну наш опять учудил, вот что ты будешь делать, пришел, не знаю, с вечеринки под утро с запахом алкоголя, и они сели, муж с женой, чайку попили, пообсуждали, позлились и спать пошли. А кто-то также пришел, начинаются обвинения, это он весь в тебя, это ты виноват, это твои гены, ну, в общем, там масса вопросов, да, все, что возможно, вылезает в этот момент. А еще подростковый возраст детей, как правило, в России накладывается на кризис среднего возраста у родителей. А он когда? Ну, 40-45 иногда бывает, тут сильно зависит. А средний возраст это с 14, да? Подростковый? Подростковый. Ой, сейчас сильно ранее становится. Раньше, да. Бывает 10 уже, особенно у девчонок. Ну все, нормально, я пролетаю, тоже хорошо все будет. То есть там, как правило, накладывается подростковый кризис на внутренний кризис родителя, а еще в этот момент у наших родителей кризис возрастной, когда они на пенсию выходят, такой кризис ненужности. И получается, что вся семья в каком-то кризисе, подросток свои процессы проходит внутренние, родитель каждый свои, их родители тоже, они вышли на пенсию, чувствуют себя ненужными, а как же, а я же и все остальное. И всех колбасит. И это тоже семейный кризис. А следующий кризис – это когда наши дети вырастают и уезжают от нас. В идеале они должны уехать. Это хорошая схема. И тут начинается вот этот кризис опустевшего гнезда. Особенно если пара жила только... В этот момент мы сделаем так. Наконец-то мы поедем во Францию. Ура! Кругосветный круиз на год и так далее. Но это потому, что у вас есть команда, у вас есть парность. Я жду этого, как из печки пирога вообще. Я тоже, я с детьми уже обсуждаю. Говорю, а вы как думаете, у вас сколько съедете от нас? Но очень многие пары живут, правда, вокруг детей. У них нет личной жизни, они никогда не говорят друг о друге, они говорят только так, этому нужно с уроками помочь, этого к врачу отвезти, так, ты заказала детский комбинезон, у них вся жизнь после появления ребенка крутится вокруг него, они так и говорят, я живу ради детей, дети – смысл моей жизни, и когда вдруг этот смысл твоей жизни захотел какую-то там свою жизнь отдельную жить, родителей кроет. Они остаются друг с другом вдвоем. И она смотрит на своего мужа и думает, а что это за мужик рядом со мной? Раньше он был принеси, подай, значит, помоги с ребенком, а тут, оказывается, как-то с ним надо еще парные отношения выстраивать, как-то о чем-то говорить, кроме детей, а мы не знаем, о чем говорить, кроме детей. А мы 20 лет не говорили ни о чем таком, у нас, может, и секса уже последние 10 лет нет. И тогда случается еще один кризис. И большая волна разводов на самом деле происходит, когда дети уезжают. Потому что так, если люди не работали над парностью, над своими межличностными отношениями, то у них разваливается то, ради чего они вместе. Поэтому кризисов там много. Когда я готовился, я выписал себе 5 пунктов. 3, которые я считаю лайфхаками, да. И 2, которые я считаю потенциально проблемными. Я бы хотел начать с них, а потом спросить, как правильно. Класс, очень интересно. Да. В нашей семье есть суперсила, я ее очень ценю. Мы, когда о чем-то договариваемся или принимаем какую-то информацию, мы ее прям применяем. И первая информация, которую мы осознанно много лет применяем, называется на первом месте я, на втором месте муж или жена, на третьем месте ребенок. Да. Как-то легко это у нас залетело, особенно у меня.
Я это применяю очень просто. Если я хочу полететь в Москву, записать подкаст, мне это очень нравится, я лечу в Москву. Да. Я знаю, что если в какой-то момент жене это перестает нравиться, надо просто с ней это проговорить, найти компромисс, и все будет хорошо. Или если я прихожу вечером, я понимаю, что я могу испытывать чувство вины и не пойти в зал, я лучше пойду в зал. И я какое-то время добивался от жены того же самого. Это сложно на втором для месте женщин. Жена, потому что детей у нас 2, а жена у меня 1. Да. Я ее сильнее любить могу, это нормально. Да. И дочь в курсе, все, нам младшая еще не важно. Иерархия есть. Да. А на 3-м месте ребенок. Потому что он скоро начнет меня, наверное, недолюбливать, а через какое-то время уедет, а там в какой-то момент она приведет своего Виталика, не дай бог. Точно приведет. И мне надо как-то с этим жить, поэтому я уже готовлюсь рыдать на свадьбе. Вот. Это мой первый план. Верно ли я понимаю, что план правильный, железобетонный, и вот его можно прям всем применять? Да, абсолютно правда. Я согласна с тобой, что сначала я, партнер, дети. Это естественная схема того, как вообще в жизни появлялись эти люди. Мы сами у себя появились первые, и важно с самим собой выстроить отношения. Когда мы выстроили отношения с самим собой, нам намного проще выстраивать отношения с партнером, который появился следующим. И потом уже у вас с партнером появились дети. Если вы с партнером договоритесь, то и с детьми будет проще выстраивать отношения. Поэтому иерархия абсолютно верная, она грамотная, с одним исключением. Иногда в какие-то периоды в жизни можно чуть-чуть менять последовательность. Например, сразу после рождения ребенка у женщин работает так называемая материнская доминанта. Это природа, которая ей говорит: все остальное сейчас задвинула подальше, и мужика этого, который рядом, и свои какие. Сейчас твоя задача вскормить это потомство любой ценой. Мне жена сразу сказала, говорит, это проект, мы в него вписываемся. Перед первым мы не знаем, к чему готовиться, давай просто соберемся с силами. А перед вторым она прям мне говорит, так, Валера, это проект, значит, на 2 года, будет не очень просто. Раз мы в него вписываемся, давай договоримся, что ты мне там всеми силами поможешь, я, конечно, вывезу основной напряг, ты там тоже держись. Да, именно так. Нужно понимать, что в какие-то периоды в жизни у нас может меняться вот эта иерархия в зависимости от внешних обстоятельств. Но генерально, конечно, лучше бы ее держать вот таким образом. А теперь главный вопрос здесь. Я же понимаю, что это правильно, и это вроде как легко. А почему это у кого-то не получается? В чем проблема? Ой, там много всего. Во-первых, это вот материнская доминанта. И это природа, мы ее принимаем. Это природа. Ладно. Потом она проходит. После грудного вскармливания, окончания. По идее, пора все возвращать на свои места. Там ребенок еще пахнуть в какой-то момент начинает невкусно. Да, невкусно пахнет, отталкивает, тебе хочется отдалиться. Но если у тебя себя нет, с собой контакт не настроен, то ребенок – это идеальное место, чтобы сбежать вообще от себя, чтобы сбежать от отношений с мужем, которые надо выстраивать. Можно все свалить на ребенка и сказать, какие мне отношения с мужем? У меня вот ребенок, мы уроки с ним делаем вместе, мы с ним в институт поступаем, мы с ним невесту выбираем, мы вообще с ним не разлей вода. Или какая мне карьера, какие мне там подкасты в Москве? У меня ребенок. Если ты не хочешь заниматься своей жизнью, прекрасный вариант все на ребенка и поставить его во главе этой иерархии. То есть первая причина, почему не у всех так получается, не все хотят. И вот вопрос. Это я такой рефлексирующий, проработанный гад. А вот у кого так сейчас не получается, что сделать? С чего начать? Есть же какой-то первый шаг. Мы не будем это долго прорабатывать. Я по всем пунктам прошу лишь первый шаг. Простой, конкретный. Первый простой шаг, особенно для женщин, задать себе честный вопрос, точнее, и честно ответить на него. Кто я, если не мама? Кто я, если не мама? Я жена. Следующий ответ. Я жена. Это прекрасно. Кто я, если не жена? Я могу отвечать? Конечно, давай. Да. Я красивая женщина. Вот. А теперь я вот красивая для этих... женщина, это в тизер пойдет, да. Кстати, хороший тизер, да. Но вот мы нашли, что еще и жена, еще и красивая женщина, и я могу задавать еще дальше. Я еще могу самореализоваться на работе. И вопрос тогда, вот для этих ролей, что ты сделал за последний месяц? Что ты сделал для этой роли за последние полгода? Если ты еще и жена, вы с мужем на свидание давно ходили? Если ты еще и красивая женщина, ты давно уделяла время себе, ходила на массаж, ходила в салон, высыпалась, может быть, да? То есть каждая роль
человека, нуждается во внимании. Пусть это не будет ежесекундное внимание, но хотя бы раз в месяц. А можно иногда и почаще вообще-то уделять этой роли внимания. И вот начинается с этого вопроса: кто я, если не? И мы выясняем, что, оказывается, ты не только мать и даже не только жена. Вот мы не будем углубляться в эту тему, Давай. только потому, что под этим видео будет ссылка на YouTube-канал Виктории, Да. где прям я смотрел очень хорошо, очень хорошо. Причем моя личная рекомендация: отфильтруйте видео по популярным, это вообще просто золото. Хорошая идея, да. Да, я такой сначала первые 10 секунд: как это видео с Инстаграма? Ну ладно, посмотрю. Как это нет тайм-кодов? Ну ладно, посмотрю. Спустя 40 минут. Вот такой я был. Класс, Да, спасибо. хорошо. А еще у меня Телеграм есть, и туда не вошедшие кусочки с подкаста уходят. Да, ты Вот так это я удивилась. посмотрю. Да, Вот это я посмотрю. Да, хорошо. Второе мое знание, которое я считаю лайфхаком, случилось на 3-м году нашей совместной жизни, когда мы с женой ехали на машине из Екатеринбурга в Пермь. Она сказала: я поеду с тобой и буду тебе вслух читать книжку. Класс. Я такой: что за книжка? Она такая: «Женщины с Марса, мужчины с Венеры». Ага. Я говорю: а почему ты для этого поедешь со мной на машине? Она говорит: потому что ты сам ее никогда не прочитаешь, она тебя выбесит. Ты любишь конкретную мысль. Мне Я кажется, такой: там, кстати, вполне конкретные мысли. да, но она на 300 страниц. 300 страниц выдавалась одна конкретная мысль. Если твоя женщина, я ее так запомнил и применяю всю жизнь, если твоя женщина приходит и жалуется тебе на что-либо, это не значит, что эту проблему надо решать. Ее надо выслушать, обнять, сказать: да ты моя маленькая, и успокоиться, и тогда она будет счастлива. Я до этой книжки этого не знал. Мужики, я только что поменял вашу жизнь. Я до этого думал, чего она бесится. Она ко мне приходит, моя любимая жена, и говорит: Валера, у меня вот хочу с тобой обсудить проблема. Я там вот то-то, тот не успеваю. Валера выслушивает включенно и дает конкретное, стопудовое решение. Она уходит недовольная. Я так: и когда она мне прочитала эту книжку, она мне рассказывает проблему. Я говорю: тебе сейчас ее решать или просто выслушать? А потом я просто перестал решать ее проблемы без конкретного на то запроса. Наша жизнь стала как в сказке. Ваши комментарии. Ну, слушай, это вообще первое правило психотерапии. Это просто послушать человека, не решать вопрос его без запроса, а просто послушать. И, кстати, к мужчинам это тоже относится. Есть огромное количество мужчин, которые, если уж они дошли до того, чтобы излить душу и на что-то пожаловаться, они действительно не ждут, что ты тут же включишься решать эту проблему. Ну, тут я скорее не соглашусь, но я послушаю, да. Но это нормально, у нас разный опыт. И при этом вот эти мужчины и женщины, они действительно нуждаются, скажем так, в валидации, да, в нормализации, что мы им говорим: ну да, тяжело, да, это сложно, это нормально, что ты переживаешь. Решать не буду, просто сочувствую. Не обязательно говорить, что решать не будешь. Ну, это мысль, да. Да. Но первое – это действительно посочувствовать, просто послушать, не включать вот этого решателя. И это касается и детей, когда дети приходят, жалуются: вот, я ударился, или вот папа не разрешает, не знаю, мне гаджеты, и вот я злюсь. Можно сказать: да, обидно, неприятно, что не разрешает. Не нужно решать, не нужно идти с папой договариваться, или там нужно иногда просто выслушать, посочувствовать, что называется, контейнировать эти эмоции. Да? Обнять, сказать: ты моя маленькая. После этого она, возможно, запросит еще и решение. Такое тоже бывает. Очень рад себя, но к этому надо прийти, оказывается. К этому надо прийти. Но, кстати, в этой книжке, я думала, ты другую мысль назовешь главную. А это просто то, что я применяю, и моя жизнь стала лучше. Это правда. Но я в целом бы рекомендовала это применять со всеми людьми. С друзьями, с мужчинами, с родственниками. Не надо сразу врубаться в это решение. Таким образом, мы инвалидизируем людей рядом с собой. Если мы сразу же начинаем их спасать, когда они еще не просили, сразу же начинаем: сейчас я помогу, сейчас решу, вот так можно сделать, вот так. У них тогда отсутствует собственная внутренняя работа. Поэтому первое – это посочувствовать, пожалеть, молча посидеть рядом, покивать, обнять, поплакать вместе. И потом, если человек, после того, как он выгрузил эти эмоции, еще и попросит о конкретном совете, тогда вот наш внутренний решатель как раз поднимает голову, начинает решать. Это ко всем подходит. Но в книжке главная мысль, на мой взгляд, вот в этой «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», просто что мы очень разные. Вот и все. И она, тянется... Но это конкретно не применить. Да, она тянется 300 страниц, но там есть и конкретные примеры про то, как мужчина уходит в свою ракушку или в свою пещеру, а как женщина, наоборот, догоняет и говорит: ты что, это ушел в свою
ракушка, поговори со мной. Ты, наверное, отстраняешься, он на самом деле внутри перерабатывает информацию. Там много таких моментов. И, конечно, профессиональные психологи. Они часто ругают такую популярную литературу, им не нравится, что даются такие а-ля универсальные решения. Но на самом деле, я думаю, что для того, чтобы подступиться к взаимоотношениям в паре, это вообще неплохая вещь. Почитайте, если вдруг еще не читали. После каждого пункта один и тот же вопрос. А где тут можно накосячить? Ну ведь тут уже все понятно. Где накосячить? Да, просто не выполнять это. Сколько людей... Давай знают, будем как честны. Делать правильно. Знают, но не делают. Читают кучу книжек, они перечитали все подкасты, пересмотрели, они сами могут уже рассказывать. Но когда доходят до действия, они не применяют. Ты же сказал, что у вас суперсила в семье, вы сразу применяете то, что вы узнали. Это правда суперсила. Огромное количество людей так не делают. Попробуйте, мужики, это просто вообще восторг. Третий пункт – это умение разговаривать друг с другом. Мама, промотай эти 5 минут, пожалуйста. Знаю, она смотрит мои подкасты. Мой секс с женой из года в год становится лучше, потому что я ей говорю, как мне хорошо, а она мне говорит, как ей хорошо. Мы это слышим и делаем, ведь нет ничего прекраснее, чем сделать своей женщине хорошо. Да. Когда-то я своей жене сказал: любовь моя, так случилось, что я люблю пить кофе и слушать подкасты, поэтому я каждый день, кроме выходных, хочу пешком дойти до любимой кофейни, выпить кофе, сыграть в шахматы и вернуться обратно. Я в это время сам с собой интровертю. Да. Давай договоримся, что вот это мое право, что я могу дать взамен. И она сказала, что я могу дать взамен. Да. Почему пары... И я даже спрашивать не буду комментарии, это офигительная практика. Конечно. Почему у кого-то это может не получаться, и какой первый шаг может быть к тому, чтобы это наладить? Ты имеешь в виду именно договороспособность? Обсуждать, да, потому что я с другими мужчинами общаюсь, и я даже постоянно сталкиваюсь с тем, мужики говорят о сексе, это факт. Я, значит, знаю, чего он хочет, а его жена не знает. Я же ей сказать не могу. И женщины также не говорят своим мужчинам. И вообще договороспособность у нас в среднем на очень низком уровне. Говорить словами через рот люди не любят. Во-первых, есть такое убеждение у людей, что если он меня любит, он сам поймет. Не поймет. Естественно, нет, не поймет. А еще или он должен догадаться. Намеков. Или что, неужели ты не понимаешь, неужели ты не видишь? Не видит. Не видит. Не видит. Нужно говорить словами через рот. А когда с детства на любое... прямо. Вот. Очень прямо, конкретно. Да, бережно, но очень конкретно. Но теперь представим, что огромное количество людей выросли с тем, что они начинали что-то говорить, а им затыкали рот. И говорили: твое мнение здесь ничего не значит. Много хочешь, мало получишь. Нечего тут. Я, может, тоже много чего хочу. Губу закатай. И людям говорить о том, что они хотят, очень сложно. У них буквально язык к небу присыхает в этот момент. Они просто не могут из себя выдавить. Плюс тема секса, если мы касаемся этого, она вообще табуирована. Особенно у девочек. Хорошие девочки, они как будто бы ничего об этом не знают. И сказать своему мужчине, как ей нравится, ей очень сложно. Правда сложно. Она не может. Я иногда общаюсь также с родителями по поводу полового воспитания детей, и они не могут ребенку сказать, что это называется не пися, а пенис. Правда, не могут. Они стесняются, они проваливаются в стыд, они краснеют, они сидеют, они не могут назвать вещи своими именами. И как ты думаешь, люди, которые не могут ребенку сказать, что это пенис, могут они с мужем поговорить о том, что им нравится, как им нравится, показать, может быть. Это очень сложно. И мужчины в том числе также переживают за своих женщин. Недавно я только общалась с мужчиной, который мне говорил, что ты знаешь, мне хочется как-то погрубее, но я с женой своей так не могу. Она все-таки мать моих детей. А самый прикол, ей тоже, наверное, хочется. Ей тоже хочется, но она тоже как-то говорит, я просто с уважением. Я говорю, так уважение не исключает того, что ты говоришь, что тебе нравится. Я могу и с уважением шлепнуть. Конечно, с большой любовью. Вообще. Но люди, правда, табуировали очень эту тему, даже в браке. Говорить о том, что хотят, не привыкли. Все это огромная внутренняя работа. И то, что ты рассказываешь, про твои отношения с женой, это то, что я называю внутри садового кольца. Это люди такие с высоким уровнем саморефлексии, которые, возможно, где-то по психологии что-то читали, где-то что подкасты слушали, когда шли в кафе кофе пить. И они уже, правда, воспринимают это как
часть общего знания. Но это же естественно, конечно. Я даже придумал простой первый шаг. Простой первый шаг для мужчин. Скажите своей женщине, какое ее нижнее белье вам нравится больше всего. Ведь это как бы не процесс, это как бы ок. Да. Очень просто. А еще можно подарить это нижнее белье, которое вам нравится. И сказать, мне будет так приятно, если ты его наденешь. У меня есть книжка, где я писал свою жизнь, и в этой книжке есть глава, где когда-то меня научили дарить женщине Луи Виттон. Оказывается, в Луи Виттоне есть сумки, которые вот ты просто берешь, даришь. Невозможно же женщине вроде как подарить сумочку в глазах многих мужчин. Но если ты приходишь в магазин Луи Виттон и берешь там шопер, клатч и классическую сумку, ты точно попадешь. Вот точно попадешь. Вот. Всем рекомендую. Это, я говорю, советы у нас внутри Садового кольца. А дарите теперь для женщин. Вот я для мужиков подготовил. Да, мужики, скажите своей жене, вот те красные мне нравятся больше всего. Начните с этого. Да. Что, девушки, первый шаг? Вот с чего начать разговор с мужем? Нет, для начала изучите свое тело. Очень многие женщины, к сожалению, сами не знают, что им нравится, и как им нравится, и что они хотят. И что на Озоне продаются вакуумные пингвинчики. Да, но можно начать изучать и без них. И просто сначала посмотреть, как тебе самой нравится. Себе самой в этом признаться, что я люблю вот так, или я люблю вот это. После этого, когда ты сама с собой как-то это отрефлексировала и осознала, тогда классно было бы поговорить, но не в процессе. Внимание, женщины, не надо в процессе, когда уже все происходит, и вы там все на эмоциях, вдруг говорите, кстати, вот хотела тебе сказать, я серьезно с тобой, вот это сейчас неподходящий момент. Там потому что кровь просто в голову уйдет, а она в другом месте должна быть у мужика в этот момент. И в этот момент, просто когда в моменте говоришь, кажется, что, уязвима. Наверное, я в этот момент что-то не так делаю. Наверное, сейчас не нравится, поэтому она говорит что-то не то. Лучше это сделать вне процесса. Например, до. Создали какую-то приятную обстановочку. Свечи, может быть, музыка какая-то. Сидите, болтаете, ножки на него закинули, по шее так ему гладите, и говорите, слушай, я тут поняла, что мне так нравится вот это, не то, что ты должен делать вот это, а мне очень нравится вот это. Вот реально вот это мне прям в кайф. А расскажи, что в кайф тебе. Соответственно, когда мы об этом говорим, мы не говорим «делай вот так, вот так, вот так», говорим «мне нравится вот так». И тогда это не вызывает ни сопротивления, тогда это не вызывает какого-то, как будто мы указываем человеку, как ему с нами обращаться. И начинаем от себя. Но в идеале, вообще-то, мы должны прийти к тому, что мы можем спокойно сказать, или даже не сказать, а взять, не знаю, руку его или свою и показать, как нам нравится. Но это следующий уровень, и если мы говорим про простой первый шаг, это изучите сами себя. У девочек с этим большие проблемы. У девочек эта тема еще более табуирована, чем у мальчиков. И начать нужно с этого. А еще простой первый шаг – почитать книжку «Как хочет женщина» на Госке. И там ответы на очень многие вопросы, которые вы не знаете, как обсудить. Да. Или посмотреть подкасты с сексологом еще у меня на канале, там хорошо прям. Да. Так, а теперь 2 поинта, которые у нас в семье вызывали вопросы и проблемы. Да. Мы их как-то починили, и я очень хочу узнать, как их починить правильно. Так. У нас с женой разные языки любви. Какое-то время мы об этом не знали, и я такой, я же для нее все делаю. Естественно. Она такая, для меня все, а как-то вот там хорошо, что все хорошо закончилось, но тем не менее, я люблю дарить жене подарки. Да. Но при этом я еще очень люблю работать и ездить в командировки. А жене неважно, какие подарки я ей дарю, ей очень хочется, чтобы я с ней время проводил. Что же она мне при знакомстве-то этого не сообщила? Мне очень нравится, когда меня обнимают. Да. Моя жена безумно лучшая в мире, и она меня любит, но по-другому это показывает. Она время очень с тобой проводит. Да, вот. Мы это починили тем, что мы это хотя бы выяснили. Конечно. И теперь я знаю, что если моя жена, проходя мимо меня, не делает там мой мужичок, то это не значит, что она на меня обижена. И моя жена знает, что если я еду в Москву, то это не значит, что я не люблю. Как это чинится? На самом деле, примерно так и чинится. Во-первых, это нужно узнать про себя. Очень многие люди понятия не имеют вообще, что такое узнать? Языки любви. Ну, в смысле, вот я пришел с девушкой на свидание. Может из этого разрушиться семья вообще?
в теории? Из-за Или это чего? такое? Из-за того, что у вас разные языки любви, и мы это не выяснили. Нет. Разрушиться может семья, знаешь, из-за чего угодно. Понял. Но Я понять хочу критичность вопроса. эта критичность не для того, чтобы семья разрушилась или нет, а для того, чтобы этой семье было счастливо жить. Так. Прожить вместе – это вообще несложно. Даже долго прожить вместе – это несложно. У меня Вопрос знакомые ипотеку вместе взяли, они развелись, все равно живут вместе. Живут вместе, нормально. да. Это несложно. А вот прожить вместе счастливо – вот это задачка со звездочкой. И чтобы вам было счастливо друг с другом, конечно же, важно понимать языки любви партнера и свои. И это можно понять тем, что вы просто почитаете одноименную книжку про 5 языков любви. А можно сесть и обсудить, как понимается язык любви. Определяется дефицитарностью. Когда чего нет, нам хуже всего. Вот у тебя, когда нет тактильного контакта, да, мне тебе как-то не очень. Да. А у нее, когда времени нет. И вот через эту дефицитарность мы можем понять, что нам больше всего важно. А еще через то, насчет чего у нас самые частые конфликты. Вот у кто-то больше всего претензий партнер, что ты не уделяешь мне время. Кто-то больше всего претензий, а ты меня мало обнимаешь, а ты мне мало комплиментов говоришь. Вот повспоминайте свои последние конфликты, вы сразу поймете, что вы в них просите вас любить определенным образом. Вы говорите на своем языке любви. И дальше нет ничего невозможного, как можно выучить французский, китайский и немецкий, также можно выучить язык любви партнера. И если я знаю, что мой партнер особенно чувствует мою любовь, когда я его обнимаю, мне несложно лишний раз подойти и обнять его. Или если мой муж знает, что мне нужно качественное время, я смогу выделить это в своем графике и сказать, вот смотри, вот у нас с мужем абсолютно, ему очень важен тактильный контакт. Просто он только через это, мне кажется, понимает, что его любят, что он нужен. И для меня это не так критично. Я очень долго могу без обнимашек, без тактильности, но ему это прям надо. И каждый раз, когда я его беру за руку или обнимаю, я говорю, смотри, это я тебя так люблю. Смотри, это я тебе сейчас в любви признаюсь. Он сидит, да. У меня жена также, но она не предупреждает, вот. Просто надо к мужу сходить пообниматься. Да. Это просто важно подчеркивать для чего? Чтобы человек фиксировал, что это было. Потому что иногда мы это пропускаем. Мы можем по несколько раз в день друг до друга дотронуться, обняться, но мозг не зафиксирует это, когда был сфокусирован на чем-то другом. Поэтому иногда важно подойти и сказать, смотри, я сейчас выделил час времени провести конкретно с тобой. Знаешь почему? Потому что я тебя очень люблю. И да, для меня это время, может быть, это не мой язык любви, но я так люблю тебя, что хочу сделать это, чтобы ты это почувствовала. И поэтому это снова что? Договороспособность. Я причем приведу конкретику, я такой за конкретику. Конечно. Как это работает в нашей семье? Жена знает, что мне важны обнимашки, когда я это понимаю, поэтому каждый день перед сном у нас обнимашки. Да. И она прям такая, я пошла, значит, обниматься. Да, потом пойду там умываться, своими делами заниматься, потому что я засыпаю сильно раньше нее. Да. А я знаю, что ей важно качественное время со мной, поэтому у нас есть договоренность, что я вечером в телефон стараюсь не заглядывать. Потому что свидание, в которое я в телефоне, не считается за свидание. Абсолютно верно. Но при этом она знает, что я работающий человек, и поэтому у нас есть вежливый вопрос, который является оплеухой для мужа. Он такой, ты залипаешь или работаешь? Если работаешь, это уважительная причина. Ну, бывает там рабочая. Конечно. Если залипаешь, будь добр, любимый, пожалуйста. Первое замечание. У тебя желтая карточка сегодня. Хорошо. Вторая опасная зона, которая с костылем подчинена, тоже хочу понять, все ли у нас верно, раз уж у меня служебное положение. Я стремлюсь все время к развитию, зарабатывать деньги, общаться с новыми людьми, и вот я такой каждый, значит, день что-то чуть-чуть сделаться лучше. Не в спорте, но хотя бы в бизнесе. А моя любимая жена, она такая спокойная, она не про бизнес, она не так коммуникабельна с людьми в, там, допустим, в бизнесовом круге. И у нее из-за этого рождается ощущение субъективное. Уже мы выяснили, что неверное внутри, что я как будто ее там лечу на сверхзвуковой скорости вперед, а она как будто медленно как-то движется. И какое-то количество лет нашей семейной жизни нас это волновало. А я еще послушал своих друзей со своей стороны, которые говорят, ну вот у меня папа предприниматель, а мама домохозяйка. И вот папа закончил с бизнесом, и теперь он командует и строит дома, вроде как не до конца они счастливы. И сейчас
у моей жены тоже есть проект, у нас есть там благотворительный проект «Час добра», она им занимается, мы помогаем домам-малютке, классная тема, она уже при деле, она ходит на какие-то мероприятия, вроде как нивелировалась. Но тем не менее, если муж предприниматель, а жена домохозяйка, и у них максимально разные интересы, как вот находить эти точки контакта и, мы счастливо живем вроде как, но ведь действительно бывают семьи, где максимально разные интересы у людей. Во-первых, это огромное заблуждение, что для того, чтобы была крепкая, счастливая семья, у вас должны быть одни интересы. Это не так. Одни интересы – это больше даже про дружеское общение. Это... например, вы с друзьями вместе ходите в баню, или вы вместе ходите на бизнес-завтраки, или вместе ходите на обучение. С женой нет таких задач. Вы можете сойтись на общем интересе, но он не будет держать вас всю жизнь. Например, как пара фигуристов часто сходятся на общем интересе, вот у них фигурное катание, но потом разводятся. А общий интерес не держит людей очень долго. Это не может быть основой конструкции. И как я люблю говорить, что муж может любить большой теннис, а жена большой пенис. И в целом им нравится друг с другом. Не обязательно всем любить или одно, или другое. Поэтому не бойтесь, если у вас разные интересы, это не является каким-то цементом для отношений. Более того, через какое-то время в браке даже становится интересно, что она такая другая, у нее вообще другие интересы, расскажи мне о себе. Я благодаря жене узнал про нейрографику, сходил на нее, про типирование, что есть такие люди, как стилисты, психология. Представь, сколько она узнала тоже нового благодаря тебе. LTV, CTR, CRM. Вот, и это даже становится интересно, потому что в паре, когда проходит процесс слияния, когда сначала мы все «я – это ты это я, и никого не надо нам», а потом через 10-15 лет, по идее, нужно уже разлепляться потихонечку. И когда вы разлепляетесь, как раз интересно, он совсем не такой, как я, расскажи мне, покажи мне. Это даже вызывает какой-то, скажем, такой приток либидо, когда человек немножко другой. Поэтому не бойтесь, если у вас разные интересы, и если у вас разные скорости. Один улетел в стратосферу, другой как-то спокойно живет, вот он за сохранение отвечает. И мы снова вспоминаем этот законы сохранения и развития. Хорошо, когда в паре один отвечает за сохранение, за стабильность, а второй полетел развиваться. И тогда они балансируют. Если будут оба вот так за развитие, скорее всего, надолго они вместе не задержатся, потому что они будут лететь просто с огромной скоростью, каждый в свою вселенную. Или если будут оба за сохранение, то, к сожалению, ни денег, ни успеха, ничего там не будет, потому что, тихонечко в своем болоте посидим. Так что мне кажется, что у вас вполне себе рабочая схема, просто мешает это внутреннее ощущение, что, у нас нет общих интересов. Но если вам нравится друг с другом разговаривать, если вам нравится растить вместе детей и заниматься любовью, это достаточно общие интересы, которые будут объединять вашу семью. Важнее, чтобы у пары были общие ценности, общее видение, к чему мы идем и зачем мы вообще вместе. И тогда, пожалуйста, разный спорт, разные хобби, разные бизнесы. Вам не нужно этим объединяться. Хорошо. По моим вопросам мы прошлись. Сейчас у меня в завершении темы мужчины и женщины несколько вопросов более общих. Почему-то я живу во вселенной, где часто слышу от девушек фразу «что-то как-то нормальные мужики перевелись». Где вот они все такие, как ты, не пьющие, богатые и чтобы не курящие, и детей любил? Да. Я такой, у меня все друзья такие, я не пробовал алкоголь, я не курю, я люблю детей, я богатый. Когда-то жена меня такого встретила, мы поженились, все нормально. Да. Точно есть такие неженатые, они такие, нету таких. Вот вопрос от женской аудитории моего канала, от этих 18 девочек и тех, кто придет с твоего инстаграма. Где искать нормального мужика или его надо воспитывать? Вот такая формулировка. Воспитывать вообще мне не нравится идея мужика, потому что... он очень перспективный. Не. Хорошо, что перспективный сам себя воспитает. Как только у вас появляется по отношению к мужчине ощущение, что его надо воспитывать, поздравляю, вы его усыновили. Это для вас не мужчина, а ребенок. 5 лет ушло у моей жены, чтобы привить мне невероятное стойкое желание расправлять шторку в душе после душа. Самое забавное, если я сейчас захожу в чужой душ, и я вижу там шторку после душа, я ее расправляю. Меня как собаку Павлова это бесит. Самое забавное, к моменту, когда она меня приучила, у нас все души дома стали стеклянные. И нечего было зашторивать. Но меня жена воспитывает, я считаю. Очень правильные вещи мне говорит.
Ну, я не думаю, что это воспитание. Я думаю, что это скорее воздействие людей, когда они живут долго вместе, так или иначе, они перенимают привычки друг друга. А воспитание, что типа возьми его щенком Она меня прям носом тыкала. Да. Мне кажется, что это скорее не воспитание, а какой-то семейный прикол наш. Про шторку-то? Да. Ну, она вот видишь, такая, зато... муж, и я такой, шторка. Это скорее бытовые привычки. Это вот, кстати, те как раз истории, про которые я говорила в начале, когда жили отдельно, и тут стали жить вместе, вот начались шторки, кто закрывает зубную пасту, а кто не закрывает. Хорошо, вот сейчас на меня выльется ушат грязи за то, что я тебя перебил. Воспитание мужчин. Не от тебя. Там. А от них? Да, пожалуйста. Да, вообще. Слушай, по поводу воспитания я против. Никаких мужчин, женщин воспитывать не надо, потому что как только вы переходите вот в эту материнскую или родительскую роль, сразу же уходит либидо. Если вы хотите сохранить в отношениях влечение, да, важно оставаться на равных, когда мужчина и женщина, никогда это, не знаю, папочка, который заботится о своей дочке, никогда это мамочка, которая заботится и воспитывает сына, а когда вы на равных. Это равенство нужно стараться сохранить вместо того, чтобы переходить в какие-то вот эти родительские позиции. Поэтому воспитывать никого не надо. Родители должны были воспитывать. Дальше человек сам воспитывает себя, если он хочет. Но относительно вот это где найти этих мужчин. Так, во-первых, я прям список в комментариях даю в твоем подкасте 100%. начнем с этого. Но мое любимое место для поиска окружения, сейчас не обязательно, кстати, мужчин для пары, вообще окружения, это обучение. Если вы... Бизнес-клубы, опять же. Бизнес-клубы, обучение. Если вы идете на обучение очное, да, не онлайн-обучение, а очное, вы там неизбежно знакомитесь с людьми. И, скорее всего, там люди, с которыми у вас похожие интересы, похожий жизненный вектор. Это люди, которые смогли себе это обучение оплатить, а значит, у них какие-никакие деньги водятся. Это люди, которые, в принципе, стремятся к развитию, раз они пошли на обучение. И, естественно, чем дороже обучение, тем интереснее люди, которых вы там можете встретить. Но я в первую очередь хочу для всех девочек подчеркнуть, если уж вы идете на такое обучение, идите на то, которое вам действительно интересно, на которое вам пригодится в любом случае, потому что нет ничего хуже, а я встречала таких, которые идут на очень дорогие бизнес-обучения конкретно с целью найти мужчину. И вот все сидят учатся, а она... Вот кольца на пальцах проверяет. Поисковый локатор включает, и это очень видно, и это даже отталкивает мужчин, потому что они понимают, что она на самом деле не учиться пришла. Хищница такая. И просто нет наполненности в таком человеке, который пришел с конкретной целью найти себе пару. А если вы идете действительно учиться, у вас глаз горит, если вы правда пришли на то, что вам интересно, то неизбежно вы там с кем-то познакомитесь. Может быть, из этого что-то выльется. И когда мне задают такие вопросы, я отвечаю то же самое. Все мужчины в моем окружении вот именно такие, которые обеспеченные, развитые, которые любят свою семью, обожают своих детей. В этом их главная проблема, на самом деле. Они женаты уже. Есть еще свобода. А еще скоро мы дойдем до возраста разводов. Скоро начнется вот это вот около 40, там половина начнет разводиться. Сейчас статистика именно такая. Поэтому кто не успел в первую волну, они... бэушные скоро пойдут. Но они уже воспитанные, к лотку приученные. На самом деле есть некоторые исследования, показывают, что люди, которые повторно выходят замуж или женятся, вступают в брак, они даже более бережны к своему браку, потому что они правда знают, что это можно потерять, что это правда может закончиться, и они этот опыт могут трансформировать во что-то более хорошее. 4 марта еду к другу на 10-ю свадьбу. 10-ю? Да. 10-я жена. 10-я жена. Ой. Вот. Юбилейная. Будем праздновать. Да. А сколько ему лет? 39, да. Это он рано или он очень помало жил? Ну, он просто вот такой человек. Серийный. Лучший друг мой, да. У меня с ним 2 подкаста на канале, да. Ой, я с удовольствием посмотрю. Да. Там есть про его 10 браков? В первом, да. Во втором тоже, да. Барри Алибасов-младший, смотрите, да, конечно. Это интересно. Да, хорошо. Я свои поинты и лайфхаки рассказал. Я послушал, я буду сегодня рекламировать твой канал, он мне правда понравился. Да, у тебя есть видео, там что-то про семью, где есть 5 пунктов счастливой семьи. На 4-м месте, я помню, да, это потому что ты много раз про это пошутила. Мужчины это очень особенно запоминают этот пункт. На 1-м я немножко напрягся, потому что там было общие традиции. Да. Я не вспомнил у нас в семье, ну вот прям таких традиций
Потом я вспомнил, что мы каждые 2 года пересматриваем один сериал, и такой, ну ладно, хоть что-то есть в целом. Это правда есть, да. Да. Какие пункты ты хочешь вот особенно выделить и подчеркнуть как залог счастливой семьи? Вот до этих 5 пунктов есть 2 основных, на мой взгляд, которые я в том видео, возможно, и не упоминала, а стоит сейчас их добавить. Первый пункт – это сепарация от родителей. Разведитесь со своими родителями до того, как вступать в брак. Там не было этого. Вот это важно. Потому что какие бы у вас ни были традиции, какой бы у вас ни был потрясающий секс, общие интересы и что угодно еще, если вы не сепарированы от своей родительской семьи, если вы до сих пор думаете о том, а что скажет мама, а что подумает папа, если вы не можете с родителем вступить в такой нормальный, здоровый конфликт и сказать ему: нет, я думаю по-другому, да, я хочу другого, не того, что хотел ты, и это нормально, я тебя очень люблю, мы близкие друг к другу люди, но мы отдельные, и я сейчас буду жить свою жизнь, и независимо от того, нравится тебе это, не нравится. Вот у таких людей здоровые длительные отношения не получаются, потому что они еще от родительской семьи не отлепились, им на самом деле никакая новая не нужна. Особенно это касается, да и всех это касается, и мужчин, и женщин, если честно. Женщины, которые не сепарировались от родительской семьи, они превращаются в то, что я называю матрёшки. Это женщины, которые встречают мужчину, рожают ребенка, потом этот мужчина становится не нужен, потому что у нее и так есть семья, мама, бабушка, там, папа, может быть. Ей мужчина был нужен только с точки зрения продолжения рода. Поэтому после рождения ребенка они разводятся, дальше ее ребенок вырастает, рожает там своего ребенка, тоже разводится. И вот это матрёшки. Знаешь, это очень много таких семей, которые живут бабушка, мама и ребенок. Вот женщины. И они часто еще говорят, что у нас, наверное, какой-то венец безбрачия. У нас все женщины в роду разводятся, а на самом деле там ей просто некуда мужика привести. Да, там нет для него места. Там просто нет для него места. Он не нужен. Его из этой семейной системы выдавливают. Считаю, как-то ребенка сделал хорошо. Но мужчины, которые не сепарировались, они на самом деле замужем за своей, женаты на своей маме. Это главная женщина в их жизни. Вспомни все эти прекрасные видео а-ля большой букет маме или девушке, да, которые выбирают маму все время. Если кто-то из моих 3 сыновей когда-нибудь я что-то так подобное увижу, я сама этим букетом его, значит, выдворю. Потому что я уже сейчас говорю своим сыновьям, что да, сейчас я для тебя главная женщина в твоей жизни, но когда ты женишься, когда ты влюбишься, главное – это она. И тебе с ней жить всю жизнь. Я потом помру, а тебе вот с этой женщиной свой век доживать, поэтому с ней в первую очередь выстраивай отношения. Но многие мамы же говорят по-другому. Они говорят, что девушек у тебя будет много, а мама одна. А на самом деле очень важно давать ему другую установочку, что вообще-то и женщина твоей жизни, она может быть одна. Учись с ней выстраивать отношения. И с ней ты будешь дольше. С ней ты будешь дольше. Да. Больше важных вопросов ты с ней будешь решать. Все эти дети, внуки, ипотеки тебе не со мной решать, а с другой женщиной. А я с твоим отцом это буду все решать и решаю, и у нас с ним есть пара. И поэтому вот первый пункт – это сепарация для здорового выстраивания отношений в семье. И второй – это гибкость. Очень важно, чтобы у людей для длительных счастливых отношений, чтобы у них была внутренняя гибкость и умение адаптироваться к разным форматам взаимодействия, сменять роли иногда. Что я имею в виду? Например, когда вы познакомились, вы договорились, я зарабатываю деньги, допустим, мужчина зарабатывает деньги, а жена отвечает за дом, быт, детей и надежный тыл. Итак, вы живете 10 лет, все прекрасно работает, а потом раз – какая-нибудь пандемия, и муж теряет работу. И если они в этот момент не передоговорятся, не скажут, что так, жена скажет: ладно, видимо, сейчас и мне время немножечко пойти поработать как-то, потому что семейный бюджет, он тоже нужно откуда-то его добывать, у нас дети. Вот если они будут продолжать стоять на своем, что нет, во что бы то ни стало, ты мужик, ты должен содержать семью, да, у них начнутся очень большие сложности в семье. Где нет гибкости, там очень быстро все ломается. И наоборот, например, вот они договорились, я деньги зарабатываю, ты за детей, за дом отвечаешь, за быт. И тут она рожает ребенка, и после родов первое время ей тяжеловато, на дом начинает забивать, где-то быт поплыл, где-то ужин не успела приготовить. И в этот момент важно, чтобы мужчина тоже сказал:
сейчас я подхвачу. Я сейчас забытый за дом тоже тебе помогу, буду отвечать, пока вот нужна более гибкая ситуация. А если он будет стоять на том, что это что у нас дома грязно? Это что, мы же с тобой договаривались, я деньги зарабатываю, а ты за дом отвечаешь, а ты не выполняешь свои договоренности. Вот если Подонок. у них... так же многие живут. Ты просто, может, не знаешь всех этих людей, но они точно есть, их много, потому что они не могут передоговориться, а жизнь длинная. Это раньше там до 40 лет пожили, померли, и все спокойно. А сейчас до 80 люди живут. Моя жена будет прикольной бабулькой, она вообще такая прям. И нужно на протяжении этого пути много раз передоговориться, много раз проявить гибкость, много раз проявить адаптивность к разным условиям жизни. И вот если этой адаптивности в паре нет, то говорить о том, что это будет счастливая семейная жизнь, конечно, не приходится. Поэтому сепарация и умение адаптироваться к разным условиям жизни – это два вообще кита, на чем все держится. И дальше на них мы наслаиваем общие традиции, общее мировоззрение, общие предпочтения в еде. Да, я это помню тоже. Да. И желание трогать друг друга. И если вот это все есть, то джекпот, флеш-рояль и золотая свадьба. Вот я со второго прям такое общее предпочтение в еде. Это был третий пункт. Мы любим съездить в Питер в наш любимый ресторан. И вкусно покушать. Это прекрасно. Это вообще. супер. Да. Это супер. Ресторан Бёрч в Питере. Запись за месяц. Тема вообще, ребята. Очень рекомендую. Внутри Садового кольца я, живя со своей женой, пока не допускал значимых финансовых проблем, и там минимальный гигиенический минимум из серии, там домработница, няня, нет нужды в деньгах, еда, школа платная, садик платный, это есть. Но я при этом знаю, что за Садовым кольцом живет очень много семей, у кого деньги – это некоторая проблема. Конечно. Особенно, когда там инфляция иногда обгоняет рост зарплат. И я хочу узнать мнение по двум вопросам. Первое – это насколько женщина должна или не должна быть привержена в вопросе «я там наполняю своего мужчину, чтобы он больше зарабатывал». Я просто такое слышал. У моей жены нет такой задачи. Слава Господу. Да, нормально все. Она там за свою зону отвечает. Я наполненный. А второе – это если… Давай тогда первое, я все понял. Там по взгляду все было понятно. Никто не должен наполнять мужчину. Да. Просто запомните, я очень не люблю вот эту фразу, что за каждым успешным мужчиной стоит вдохновляющая его женщина или любящая его женщина. На самом деле за действительно успешными мужчинами вообще никто не стоит. Они успешные сами по себе. И с женщиной, и без женщины. Они просто прут вперед, вот улетают в свою стратосферу. Да? Если есть рядом женщина, классно, супер. Нет, я тоже пру вперед. Им не нужно, чтобы их кто-то постоянно вдохновлял, в рот им смотрел и вот веером обмахивал. У мужчин и женщины денег становится меньше, вот, потому что ей надо там 1300 на карту я хотела засылать. сказать, а многие мужчины, у них не то, что там женщина будет добавлять, она наоборот будет где-то подпиливать и где-то говорить, ой, пошел на свою работу опять, а я тут одна, да, то есть там может быть и вообще обратный эффект. Поэтому вот это мы сразу отметаем. Никакой наполняющей женщины не надо быть. Дай бог женщине себя наполнить, не то, что там кого-то другого. Вот. Первое слово, которое там триггерит многих, это слово «должна». Второе слово – это «терпеть». Когда у тебя проблемы в семье финансовые, ну, как будто надо потерпеть. Мужчина точно должен потерпеть и как-то решить этот вопрос. Да. Это я просто от себя так говорю. Да. А женщине что делать, когда в семье, где мужчина был добытчиком, начинаются финансовые проблемы? Ведь это какой-то, видимо, очень широкий вопрос. Это широкий вопрос, но смотри. Чего делать? В психологии, во-первых, считается, что если вы ссоритесь из-за денег, секса или детей или работы, то это верхушка айсберга. Это говорит о том, что это где-то до этого в отношениях стало плохо. Когда вы решили, что еда вас объединяет, а вот есть нечего, и мы начали ссориться, да? Да. Но если у вас крепкие, нормальные отношения, если вы команда, то вот эти вопросы финансовые или вопросы по воспитанию детей или по сексу, по всему можно договориться. Если у вас есть договороспособность, если вы гибкие, если вы любите друг друга, то вы договоритесь по этим всем вопросам. И поэтому, если вы начали ссориться из-за денег, копайте глубже, что пошло до этого не так, почему это вдруг стало так важно. Но относительно потерпеть. У нас у всех в жизни бывают периоды, когда нужно затянуть пояса. И если у мужчины какие-то финансовые сложности, женщина может быть
во-первых, проявлять просто вот то самое контейнирование, про которое мы говорили, не надо ничего решать. Иногда достаточно мужчине прийти, голову на колени своей женщине положить и сказать, я устал. Как я задолбался, просто достало меня это все до чертиков. И она его поцелует, скажет, я тебя так понимаю, реально, так все достало. Иди работай дальше. А вот иди работай дальше, на самом деле, большинству мужчин говорить не надо и никому не надо. Никого подгонять не надо. Он и сам знает, что он в жопе. Он и сам знает, когда плохо. Не нужно ему дома человека, который будет постоянно об этом напоминать и куда-то там отправлять и так далее. На мой взгляд, стратегия женщины при финансовых сложностях мужчины простая. Это первое – это сочувствие. Да, жаль, что ты проходишь такой период в жизни, и я с тобой его прохожу, мы вместе. Второе – это вера, что «но я верю», что у тебя все равно все получится, и не с такой задницы выбирались, как-нибудь справимся, ты выкрутишься, у тебя много раз получалось. Вообще почаще возвращать мужчину к воспоминаниям о том, сколько раз он уже выкручивался, что у него на самом деле есть этот опыт, что он умеет это, да, когда в моменты, в которые он будет сам терять веру какую-то в себя, немножечко подкидывать дровишек в этот затухающий костер. И третье – это заняться собой. Займитесь собой, своим развитием, чуть-чуть отстранитесь, потому что если вы не займетесь собой, то вам очень захочется идти его спасать. У женщин есть это так, сейчас я разрулю, так, я его резюме сейчас отправлю вот в ту-то компанию, я сейчас вот этим напишу, чтобы... Не надо, это лишнее, это... инвалидизация своего здорового, дееспособного мужика. Поцеловали, обняли, сказали «верю в тебя», готова подождать, все понимаю, и пошли заниматься своей жизнью. Самое время подумать, а кто я, если не жена, а кто я, если не мать, а может быть, если сейчас у моего мужчины проблемы с деньгами, может мне где-то начать самореализовываться, чтобы я опиралась не только на него, чтобы у меня была финансовая безопасность и тогда, когда у моего мужика проблемы. И тогда мы получаем более-менее здоровую схему, где она ему сочувствует, она в него верит, но занимается все-таки собой, а не его делами. Теперь мы переходим к детям. Этот блок будет короче, потому что там все просто. У меня две дочери. Нет, я правда считаю, что там все. У меня две дочери, у меня есть всего. У тебя и в браке все просто, и с детьми все просто, и в бизнесе все просто. У тебя подкаст должен называться «Все просто». Да. У меня две дочери, и есть три задачи, которые я решаю. Первая именно быть лучшим в мире папой для дочерей. Для этого надо их обнимать, говорить, как сильно я их люблю, и качественно проводить с ними время, ходить на свидания. Свидание с одной дочкой, свидание со второй дочкой, свидание с двумя дочками, видимо, скоро добавится, свидание с женой. Вот такой у меня насыщенный график. Второе, я хочу любить их маму так же сильно, как потом они будут требовать от своего мужчины. Я знаю, что я не могу избежать того, что когда-нибудь они будут с этими парнями в песочнице, которые уже грязно на них смотрят. Вот, я буду очень сильно рыдать на свадьбе. На свадьбах, их же две, блин. Вот. И второе, это я хотя бы могу показать им ту планочку. Я им говорю, вот видишь, Овечкин там 18 миллионов в месяц зарабатывает. Вот это норм. Вот так он должен тебя любить. Смотри, как я маму люблю. 8 раз в день это повторять. Запомни, дочь, вот этот план. Это второй мой план. Так. Я хотя бы поднимаю планку. Еще я готов к критике. Я тоже готова. Да. Ну и третье, я у нас в семье хороший полицейский, разрешательный папа, мама плохой полицейский, поэтому вот мы так разделили роли. Папа – это тот, кто делает то, за что потом мама ругается. Ну, это правда, чего там. Мама их рожала, воспитывала, но папа все равно любимый. Интересно было бы так, если бы у тебя был сын. Вот, и как раз у меня-то два вопроса всего. Первый – это правильно ли я все делаю с дочерьми, ну, на старте, в смысле, два вопроса. А второе, а если сын, то там что? Ведь я так понял, у тебя как раз эта ситуация. У меня 3 сына, да. Вот. Во-первых, не нужно стараться быть самым лучшим папой. Будь достаточно хорошим. Важно, чтобы ты был настоящим. Чтобы иногда ты, как папа, тоже косячил. Им важно видеть, что никто не идеален. Такие девочки, у которых были идеальные отцы, дольше всего не выходят замуж, потому что они ищут вот такого, кто 18 миллионов в месяц и 8 раз люблю, и одаривает подарками и комплиментами. Ну, такие же точно где-то есть? Такие точно есть, но даже они косячат.
Ну да, это правда. Я Даже тоже косячу они иногда косячат. И вот представь, такая идеальная картинка, такой идеальный был отец. Я много знаю таких женщин, и в терапию приходят, которые говорят, я же вижу пример своего отца, вот я хочу такого же мужа. Но первый вообще признак сепарации, когда мы перестаем искать такого, как отца, или такую, как мать, а ищем себе подходящего человека. Возможно, ты удивишься, но кому-то из твоих дочерей не нужен будет чувак с 18 миллионами в месяц, а нужен будет какой-нибудь хипстер, который уедет на Бали, выкинет паспорт, и они будут серфить по волнам. Тебе будет тяжеловато это принять, потому что в твоих-то мечтах там вообще все по-другому. Но это может быть ее личное счастье, которое для нее будет, правда, намного более ценным, чем успешный бизнесмен, занятой, возможно, человек, да? А возможно, сейчас вообще шок-контент, кто-то из них не захочет выходить замуж. Это я как раз переживу. А возможно, не захочет рожать детей. Это я тоже переживу. Поэтому мне кажется, что да, мы, естественно, задаем какую-то планку, что вообще норма в отношениях, а что не норма, но давайте не быть идеальными, в том числе для наших детей, быть реальными. Показывать, что иногда папа пришел уставший, и ни маме не может внимания уделить, ни детям, а садится и говорит, так, девчонки, всех вас очень люблю, но сейчас, пожалуйста, меня нет, уголок социофоба, никому внимания не уделяю. И это не идеально? Да, наверное, не идеальный. Но зато, когда она столкнется с этим в своей взрослой жизни, у нее не будет разрушения образа этого идеального мужчины. Это вот относительно самый лучший отец. Сложно спорить, согласен. А относительно мальчиков и девочек. На мой взгляд, на самом деле, и не только на мой, и вообще согласно исследованиям, различия там минимальные или их практически нет. С одной стороны, совершенно верно, что уж если кто-то должен карательным быть вот этим родителем, то лучше это твоего же пола. Да, родитель, то есть мама более строгая с дочерьми, а папа – это любовь, принятие и баловство всякое. А с сыновьями папа более строгие границы, рамки, правила, а мама – это любовь и принятие. И когда папа наругал, сын вот так пришел, и мама его обняла и сказала, ну, сынок, извини, ты знаешь правила в нашей семье. Но в идеале… Он сильнее меня, я тоже ему ничего сказать не могу. Да. Но в идеале, конечно, родителям показывать какое-то общее направление, да, что у нас в семье приемлемо, а что неприемлемо. То есть такого жесткого разделения, что вот я тут такой добряк, и все тебе разрешаю, а мама, значит, тебя всегда будет наказывать, у нас лучше дочь, так она не после делать. того, как я ей разрешу, она идет и у мамы визирует мое разрешение, потому что она знает, надо лучше. Так иногда у меня мой муж визирует, когда у него там сын просит гаджеты, он такой, а я не помню, ему можно сейчас гаджеты давать или нет. Тоже на всякий случай уточняет, чтобы у нас с ним была общая какая-то концепция. В любом случае, на мой взгляд, важно, чтобы концепция так или иначе совпадала у родителей. Что если, ну, например, запрещены гаджеты больше часа в день, чтобы оба родителя были с этим согласны, а не то, что, допустим, мама запретила, а папа такой, ладно, сейчас только маме не говори. Ой, это стрёмная тема. Да, вообще. вот как только появляется «только кому-то не говори», это очень плохой знак. А если есть жесткое разделение «я хорошая, она плохая» или наоборот, то вот этих ситуаций как будто бы может быть больше, где только маме не говори или только папе не говори. И знаю также и вот обратная ситуация, когда папе что-то не говорят. Когда, например, девочка-подросток в 16 лет отпрашивается переночевать у своего парня, и мама уже об этом знает, что у девочки уже есть парень, и она у него ночует, но папе они говорят, что она пошла к подружке. И вот такие истории мне не нравятся. Все-таки важно, чтобы у ребенка не было вот этого раздрая, что одному родителю можно говорить одну правду, другому какую-то другую правду. Важно, чтобы родители единым фронтом выступали. Но да, один из них может быть более принимающий, добрый, а другой такой, так, я здесь закон и порядок, здесь меня все слушают. Это нормально. Ну и, конечно, с мальчиками, на мой взгляд, тоже нужно и нежиться, и любить, и целовать точно так же, как девочкам. Им очень важна тактильность. Почему огромного количества мужчин есть вот этот язык любви тактильный? Потому что им не хватило. Потому что когда девочек еще обнимали и целовали и трогали, мальчикам уже как будто бы
руку жали, да, уже папа лишний раз не подойдет, не обнимет, и мама такая, ну, извините, он мальчик, мы с ним сюсюкаться не будем. И вырастают потом эти мальчики, а тактильная потребность, она никуда не исчезла, она не удовлетворена. То же самое бывает с похвалой. Девочек больше хвалят, согласно статистике, им больше делают комплиментов, а мальчикам с какого-то возраста начинают типа: молодец, братан. Все, больше ничего не говорят. А им тоже важно. И поэтому огромное количество мужчин, они на самом деле нуждаются в этой именно вербальной похвале, восхищении, комплиментах. Они прям плывут от этого. Я это часто замечаю. Потому что когда-то чуть-чуть не додали, была нехватка. А еще мальчикам плакать запрещают. Тоже плохо. Ой, это точно. Мальчикам плакать нельзя, девочкам нужно все уступать, девочек бить нельзя. Там огромный свод правил, который на самом деле делает из мужчины такого эмоционального инвалида, который толком не понимает, что он чувствует, можно ли это чувствовать. Это огромная проблема. Он сидит потом на хатике, в себя плачет, бедный. В себя плачет, так а потом просто в 50 инфаркт, инсульт и до свидания. Потому что эти непереработанные эмоции, ну, они куда-то должны выходить, они что-то с ними должно происходить. Эта женщина поорала, поистерила, поплакала, там что-нибудь пошвыряла, и как бы и все прошло, и она через 5 минут всех любит и говорит: семья, давайте блинчики есть. Да, а мужчина ходит, все держит, а потом у него нервный тик появляется, потом седые волосы и все остальное. Поэтому очень важно, чтобы и мальчикам, и девочкам давали развивать свой эмоциональный интеллект согласно возрасту, независимо от пола. Девочки тоже огребают. Девочки, не злись. Какая ты некрасивая, когда плачешь. Да, будь леди, будь воспитанной. Эти плохие слова не говори. Девочки там тоже вырастают в таких рамках, что мама, не горюй. И в этом смысле я говорю, что на самом деле большой разницы между мальчик это или девочкой нет. Это все личность. Это все требует уважения, развития эмоционального интеллекта. Каждый из них нуждается в ласке, в тактильности, в поцелуйчиках, в обнимашечках. Вот до того возраста, пока дается. Вот ему уже 30, а вы подойдите и обнимите его и поцелуйте, когда он уже выше вас. У меня сейчас мой старший сын уже меня перерос. Ему 13 лет, он уже выше меня, нога 44 размера. И я уже подхожу, мне как-то он большой такой. Я раньше детей всех вниз обнимала, а сейчас вот наверх тянусь обнимать. Но ему тоже это очень надо. И я вижу, как он немножечко обмякает в руках, как он расслабляется немножко. Вот этот колючий подросток. Мам. Но при ком-то мам, да. А когда вдвоем, я говорю: там Димон, иди обниму тебя. И видно, что он расслабляется в этот момент. Этот колючий, напряженный подросток, он в объятиях мамочки все-таки тает. Это важно. У нас сейчас будет острый вопрос. Мы же про несколько поколений говорим. Давай. Да. Дочери у меня, значит, скоро будет 7 лет. И видим, она уже любит иногда тусить у бабушек. И скоро настанет тот момент, когда ее можно будет отдать в деревню к бабушке с дедушкой. У нас, в смысле, они не живут в деревне, у нас есть деревенский дом, мы туда выезжаем на лето. И вот скоро, возможно, к бабушке с дедушкой она может уехать, допустим, на месяц. Допустим. И мы слегка волнуемся. То, что... Но у нас же разные во многих вопросах все-таки устои с моими родителями. И я как-то воспитывался немножко по-другому, а там еще и деревня, она вообще достаточно олдскульная. Там еще все тети и дяди придут, знаете ли. Конечно. Такие... И деревенские ребята придут. Да, как я там пить не начал, вообще не ясно в детстве. Вот. И у меня есть ощущение, что может быть, как в той миниатюре из КВН, где мальчика оставили в деревне у бабушки с дедушкой на месяц, и он потом выходит такой: мат, переман, давайте. Я волнуюсь немножко. Вот стоит ли волноваться из-за того, что поколение, которое является моими родителями, будет влиять на мою дочь, и мы в чем-то с ними критично не сходимся в каких-то моментах. Вроде как за месяц уже можно перевоспитать даже человека. Вот как, что делать-то? Нельзя. За месяц нельзя перевоспитать человека. То есть если мы дочь на месяц отдадим к бабушке с дедушкой, нормально все? Я думаю, что нормально, но в 7 лет я бы не в 7, там 9-10, да. Она пока абсолютно сама не нормально. поедет. Во-первых, я хочу сказать, что любящий бабушка и дедушка – это огромный ресурс в жизни ребенка. Они очень ее любят. И большое счастье, что у ваших детей этот ресурс есть. Даже если у них другие какие-то ценности, другие установки, естественно, другое видение жизни. Они конфет больше разрешают, чем родители. Естественно, я это называю бабушкина углеводная загрузка. Когда приехали бабушки, это значит, что началась углеводная загрузка, там
пластиком, от сладких медвежат, заканчивая какими-то вафельками, сладкими... Я аж закашлялась на слове «вафельками». Да. Я просто скажу, чтобы понятно была разница. Ну, допустим, мы дома пластик и бумагу выкидываем в отдельные контейнеры. У нас есть некоторые ограничения по сладкому. У нас есть некоторые там правила по тому, когда надо ложиться спать, сколько смотреть мультики. Там помягче, но тоже есть. Ну, мои родители не сортируют пластик. Я, откровенно говоря, когда в Москву приезжаю, тоже не сортирую пластик. Это скорее инициатива жены, но я за, чтобы дочь к этому приучалась. Ну, то есть там вот такие тонкости. Ты знаешь... Ничего критичного, вроде как. Я хочу сказать, что в этом возрасте классный опыт для ребенка, что в семье все разные, и все равно мы всех любим. Это дает ребенку понимание, что и я могу быть другим. И меня тоже будут любить. И я могу сортировать пластик, как мои родители, если мне это близко, и я понимаю эту концепцию. А могу не сортировать, и никто меня не исключит из семьи. Да? А дальше вот это расширение идет. Там школа, друзья друзей, что кому-то разрешают картошку фри колой запивать и мармеладными, кетчуп, да, а у кого-то другая концепция питания. И дети будут спрашивать, а почему? А почему им можно, а мне нельзя? Прекрасный ответ, потому что мы все разные, у нас разные семьи, у нас разные правила. И они будут говорить, а почему мы разделяем мусор, сортируем пластик, а бабушка с дедушкой нет? Потому что это другая семья, это близкие нам люди, но у них другие правила в семье, имеют право. И таким образом ребенок получает, скажем, целый колоду вариантов, как он может прожить свою жизнь. И чем шире эта колода вариантов, да, чем больше этот выбор, тем на самом деле спокойнее ребенку искать свой путь и понимать, а кто он есть. Перевоспитать за месяц не получится. То, что ребенок месяц побудет у бабушки, у дедушки, вернется где-то с матерком из деревни. У меня родители там не дадут этого, но они даже если посмотрят. не там твои родители, да, где-то в деревне услышат. Да, это в любом случае это неизбежно. Вернется, может быть, да, с другими какими-то пищевыми наборами. И плюс 2 килограмма. И плюс 2 килограмма. Да. Но 11 остальных месяцев они будут с вами, дети. Да. Соответственно, вы все равно ведущее влияние имеете. Но помимо бабушек, дедушек, там же школа имеет большое влияние. А дальше, ближе к пубертату, будут иметь влияние друзья. И родительские ценности на какое-то время отойдут на второй, а то и на третий план. И мы уже будем смотреть, как друзья действуют, и что они считают крутым, а не что родители там говорят. И это тоже нормально. Поэтому, на мой взгляд, это вообще классная идея давать ребенку смотреть, как еще бывает. И не утверждать, что единственно верный вариант – это в нашей семье. Говорить, что да, мы решили так, у нас под этим своя философия, мы вот поэтому так тебя воспитываем, нам вот это кажется важным и правильным. Но да, бывают другие варианты, и твоя задача, твоей взрослой жизни, нащупать те варианты, которые подходят к тебе. И вот так, получается, мы растим личность с внутренней опорой, которая, да, когда-то опиралась на родительские модели, а дальше нужно все-таки свою опору вырастить. И будут это любящие бабушки и дедушки, одноклассники, учителя, друзья, школы и прочее, не имеет большого значения. Но если это любящие ребенка люди, значит, они точно не навредят. Вот и все. Хорошо. Еще одна проблема, с которой я начинаю сталкиваться, это вечером моя дочь рассказывает мне истории из школы. Иногда они меня дико бесят, конечно, потому что поэтому уже надо втащить скоро. Да, и я говорю, там да. Но иногда бывают глобальные проблемы. Я приведу пример. Давай. И вопрос, как поступить. Давай. Не в нашем классе, в определенного уровня школе был конфликт, но в нашей школе, что дети, которые ходят в брендовых вещах, начали чморить детей, которые ходят не в брендовых вещах. А, там дети у нас в классе все не московские, это Екатеринбург, но такие не все простые ребята. Да. И они уже начинают понимать, что есть некоторое разделение. Они спрашивают, у тебя папа самый главный директор? У меня дочь прям конкретно пришла и спросила, папа, а ты на своей работе самый главный? Я говорю, самый главный. Это в первом классе? Да. Прикинь, в 6 лет она пришла и выясняла мой уровень дохода конкретно. Да. Потому я говорю, а зачем тебе это? Да. Она такая, у меня у подруги там папа самый главный на своей работе. Я говорю, все нормально. Папа, а у тебя сколько бизнесов? Я такой...
ты кто вообще дочь? Вот. Да. Если я понимаю, что у нее в классе что-то происходит, с чем я кардинально не согласен, но у мамы есть мамские чаты, они там все разберутся. У меня папских чатов нет, папских чатов не существует. Как мне правильно реагировать? Вот приходит ко мне дочь и говорит, я с подругами играла в игрушки. Они не убрали, убежали, я обиделась на них. Я же понимаю, что она на следующий день их простит. Естественно. Или там, я в классе не ношу брендовые вещи. У меня как-то, реально дочь пришла и такая, у нее в классе, в первом классе ни у кого нет младше 13-го айфона. Такой класс. Да. И я понимаю, что уже, пора. Как мне реагировать? Что делать-то? Слушай, таких ситуаций будет еще миллион за школу и в целом за всю жизнь твоей дочери. Да. Ситуации, с которыми ты не согласен. И здесь важно разделять. Первое, вредит это ей или нет, или ты просто с этим не согласен. Если ты просто с этим не согласен, то ты, как родитель, имеешь полное право говорить, слушай, я вообще так не думаю. А я думаю так. А мне кажется, что правильно вот так. То есть ты просто доносишь свою философию, оспариваешь это, объясняешь свою концепцию жизни, насколько важно ходить в брендовых вещах или не в брендовых. Можно показать примеры каких-то знаменитостей, фотографий, всегда ли они в брендовых вещах, всегда ли на брендовых вещах вообще написано, что это брендовая вещь, или это простой какой-нибудь свитер, который... Себя показать в джинсах одних и тех же, пятый год. Да. То есть можно все это, если ты понимаешь, что это не вредит твоему ребенку, то ты дома занимаешься именно тем самым просвещением и воспитанием, как вообще жизнь устроена. А если я ей говорю, не надо общаться с ней, а она, с ней все равно общается? Ой, а это, мне кажется, что говорить не стоит. Да? Абсолютно. Наоборот, не нравится тебе какая девушка, пригласить ее домой. Логика? Логика в том, что держи друзей близко, а врагов еще ближе. Посмотри на нее в жизни, посмотри, о чем они говорят, посмотри не то, что твоя дочь тебе передает, а как правда эта девочка, что она рассказывает, как она себя ведет. Вот она пришла, я убедился, что она меня бесит. Если она тебя бесит, но она не вредит твоему ребенку, это твои проблемы. Согласен. Это тебе с этим переживать. А если ты увидел в их взаимодействии что-то некорректное, например, она все время каким-то образом третирует твою дочь. Манипулирует, допустим. То дома легче это откорректировать. Дома легче, чем в школе тебя нет. А дома ты увидела, что девчонки сидят, играют, и одна там другую что-нибудь задирает. Ты можешь подойти и сказать, слушайте, вот сейчас была какая-то такая ситуация, давайте разберемся. Наверное, это не очень правильно. Деликатно, спокойно это разбирать. В школе родителей нет. Все, что ты скажешь, с этой не общайся, с той не общайся, только повысишь интерес. Дети все равно будут все друг с другом общаться. Но если ты хочешь действительно повлиять на это взаимодействие, приглашай домой. Собирай классно какие-то мероприятия, смотри, какие у них взаимодействия, и тогда ты можешь как-то повлиять. А то, что происходит в школе, на это влиять должны учителя, наставники, кто там есть из взрослых. И если ситуация попадает в категорию не просто тебя бесит, а вредит твоему ребенку, то ты идешь в школу и призываешь других учителей. Я тогда маму подключу, у них там мамский чат, они все порешают. Можно тяжелая и так, артиллерия. Но это только в том случае, если это что-то вредит твоей дочке. А если тебя что-то бесит, справляйся. Это очень классная мысль. Если это вредит, решай, не вредит твои проблемы. Твои проблемы, объяснения, воспитание, эти бесконечные разговоры, примеры, все хорошо. Но если вредит, иди и решай. И вопрос тоже такой чисто технический. Я знаю, что есть очень много классных правил, которые позволяют воспитание детей сделать более комфортным. Когда и у нас за это отвечает жена. Когда у нас на подходе был второй ребенок, мне прочитали конкретную инструкцию, как сделать так, чтобы первый ребенок меньше ревновал. Я заучил этот ответ, но ведь с появлением второго человека любви тоже становится в 2 раза больше. Вот. Так как мы все это обсуждать сейчас не можем, то куда идти учиться? Вот мы говорили про... Да, я курсы, которые смотрит моя жена, знаю, она лучше всех у меня, она молодец, там нашла классных блогеров. А вот если сейчас я хочу быть осознанным родителем, куда идти-то? Прочитать мои книжки.
Я искренне у тебя про так родителей. считаю. У меня первая книжка называется «Это же ребенок». Там про воспитание детей от 3 до 7 лет примерно, может быть, до 8. Если ваша категория уже старше 8 лет, то следующая книжка называется «Это же подросток». И это просто инструкция по жизни с подростком, вот как с этим справляться, как со своими внутренними тараканами, когда тебя что-то бесит, и как справляться, когда реально есть какая-то проблема, зависимости подростков, плохое поведение, грубость. И тогда вот эти 2 книжки, на мой взгляд, правда решают 99% в родительских вопросов. Если книжек недостаточно, а кто-то не любит читать, то он идет и смотрит какие-то курсы, прямые эфиры. У меня их тоже полным-полно. И уникальность моей методики, того, что я рассказываю, она в том, что это, с одной стороны, исследования, я проводила исследования и детей, и подростков, и всероссийские, а с другой стороны, личный опыт. То есть я не только по учебникам это знаю, а я, правда, прохожу это каждый божий день со своими 3 детьми разновозрастными дома, начиная от маленьких, заканчивая подростками. И поэтому я могу быть на 100% уверен только в том, что я делаю сама, поэтому и рекомендую себя. Но при этом есть еще масса детских психологов, педиатров, которые тоже работают и помогают. И у меня есть один такой простой критерий. Как понять, вот эта книжка конкретная или курс по родительству вам помогает, он хороший или плохой? Вот если вы читаете какую-то книжку, смотрите какой-то курс, и вам от этого становится легче на душе, вы становитесь сами для себя более хорошим родителем, то есть вы чувствуете, в принципе, не такая уж я плохая мать. Я и вот это делаю, вот так стараюсь. Значит, это хорошая книжка или хороший курс. А если вы что-то прочитали или посмотрели, и у вас ощущение, все пропало. После 3 уже поздно. Я не успела, я опоздала, я уже нанесла психотравму, значит, это плохая литература и не очень добросовестный психолог. Потому что наша задача психологов, чтобы при взаимодействии с нами родители чувствовали себя лучше. И только когда у родителей есть внутреннее ощущение, что я неплохой родитель, я действительно стараюсь, тогда они больше могут дать своим детям. Мы сейчас вот завершаем тему родителей и семьи, переходим к личности. И вот в этом переходе у меня такой некорректный, возможно, вопрос. Давай. У меня есть подкаст тоже с психологом, с Настей Федоровой, который мы в основном говорили как раз про личность и предпринимательство. Да. И когда я готовился к нашему подкасту, я ей позвонил и говорю: Настя, слушай, у меня психолог. Да. Она такая: о, Виктория, круто. Вот, прям такая, знаю тебя. И я советовался, о чем спросить. Да. И в числе прочего она сказала такую вещь, которая была незначима, но меня супер зацепила. Она говорит: ты знаешь, вообще, многие психологи – это сапожники без сапог. Да. Вот ты кого знаешь? Я такой: я знаю, сначала я вообще опозорился, Макаренко назвала, это педагог вообще. Я говорю: Монтессори знаю, садики Монтессори. Она такая: а ты знаешь, что Монтессори своего ребенка вообще в другую семью отдала? Я такой: да ладно. То есть она создала то, что сейчас считается типа модным течением, а сама-то вроде как была, не самой лучшей матерью. План так себе в другую семью отдать, хотя ты вроде как педагог. Там были обстоятельства жизни определенные, то есть не такая уж, не совсем уж она прям выкинула этого ребенка. Хорошо. Нет, я-то сразу начал вспоминать про то, что тот, кто написал книгу про общение, в конце умер в одиночестве, и вот эта вся ерунда. В наш век красивые картинки в Инстаграме. Как понять, точно ли стоит на этого человека подписаться? На тебя стоит подписаться. Я с тобой лично пообщался, у меня есть такой шанс. Ты знаешь, на самом деле, стоит подписаться или нет, у меня свои какие-то критерии. Лично я подписываюсь только на тех, кого знаю лично. Либо тех, кого я хочу узнать лично. Вот если мне настолько интересен человек, что я хочу с ним познакомиться, я на него подписываюсь. Просто так, для красивой картинки, я ни за кем не слежу. Но это лично мое такое восприятие. Я чуть-чуть переформулирую вопрос. Да. Я бы не хотел читать книжку по воспитанию детей от того, кто сам не супер воспитал своих детей, а я же это проверить-то особо не могу, получается. Безусловно. И на самом деле я бы не стала на это так сильно ориентироваться. Почему? Потому что воспитание – это очень многофакторная модель. На то, каким человек вырастет, что у него будет во взрослой жизни, только на 20% влияет то, что было в его детстве. 10-20%. И родители, его замечательные, которые, может быть, были психологами или кем-то педагогами, они влияют только на 10-20%. Дальше огромное поле, на которое влияет он сам. И могут ли
золотые, идеальные родители гарантировать, что дальше у этого ребенка будет все хорошо. Нет. И наоборот. Бывают родители, мы все таких знаем, которые пили, били, из дома на мороз голыми детей выгоняли, а вырастают, правда, приличные, классные люди. Потому что свои 80% они доложили сами и доложили грамотно. Поэтому я бы не стала так сильно обращать внимание, действительно ли этот человек имеет право что-то советовать или не имеет. Более того, не все онкологи переболели раком, не все люди, которые лечат зубы, сами имеют проблемы с зубами. И не все гинекологи женщины. Абсолютно точно. Вот именно так. Это не говорит об их профессионализме. И наоборот, может быть человек, у которого 10 детей. Казалось бы, он собаку на этом съел, но на самом деле он толком не знает. Как-то они там сами выросли, что-то там когда-то я этого по жопе ремнем ударила, этому подзатыльник дала, и вроде нормальным человеком вырос. Поэтому я бы не стала на это ориентироваться. Но я очень понимаю, о чем ты говоришь. И у меня тоже внутри немножко вот эта установка срабатывает. Когда я вижу, что какой-то психолог, например, вот у меня мой загон, если я вижу, что какой-то психолог себе заколол губы или сделал пластическую операцию, у меня у самой закрадывается мысль. Любите себя. Любите себя, принимайте себя такой, какая вы есть. И там 800 фильтров, 10 операций. Да, вот. И у меня возникают вопросы, что а действительно ли можно тебе доверять? Но я думаю, если этот психолог, специалист, допустим, не по принятию себя, а по воспитанию детей, нормально пойдет. Я возьму информацию, которая мне нужна. И в целом, мне кажется, стоит уходить от той идеи, что психолог – это царь и бог. На самом деле психолог – это обычный человек, который обладает некоторыми экспертными знаниями, на которые он учился. Ты эти экспертные знания можешь взять, которые тебе из этого нужно. И в целом, если ты находишься в позиции ученика, то не обязательно даже у гуру-психолога учиться. Ты можешь пообщаться с какой-то просто женщиной на улице, она скажет одну фразу такой: точно, вот этого мне и не хватало. А если ты находишься в позиции, ну давай, научи меня, что я тут не знаю, кто ты такой, ты вообще своего ребенка отдала в другую семью, то тебе хоть 10 академиков будет сидеть и что-то рассказывать, 0 выхлопа. Поэтому, на мой взгляд, всю эту литературу по психологии, все эти курсы нужно смотреть с позиции «мне что из этого надо?», «я что из этого возьму?». И тогда мы можем взять и у тех, кто с накачанными губами, и с не очень успешными детьми, и все остальное. Я хочу немножко поговорить про проработку себя, совсем чуть-чуть. И главный вопрос здесь – это с чего начать? Я много чего попробовал, я там переписывал установки, хожу к психологу, я уже понял, что это бесконечный процесс, но так как я люблю предметные и душные решения, если я сейчас настроился стать лучшей версией себя, и мерилом я считаю деньги, то куда мне пойти? Вот хочу больше денег, поработать с мозгом. Я потом еще пойду поработаю на работе, но вот поработать с мозгом больше денег. Куда мне посмотреть? Я бы всегда начинала с вопроса со своего «зачем?». Зачем это нужно? Должна быть какая-то цель. Просто больше денег – это не цель. Для нашего мозга это вообще фуфло. Он вообще не понимает, что такое больше денег, ему это не надо. Наш мозг создавался в тех условиях, когда он говорит: не вставай с дивана. Это опасно. Не выходи из своей пещеры, там тигры тебя сожрут. Сиди спокойно, на хлеб с маслом себе заработал, все, с голоду не умираешь, хватит. Поэтому я бы не ориентировалась на такие общие абстрактные понятия, как больше денег. Нужно ответить на вопрос «зачем?». Очень конкретно, очень четко поставить себе цель «зачем ты хочешь больше денег?», что ты на них купишь. И в зависимости от этого идти уже либо к психологу, либо к коучу. То, что ты задал вопрос, это вообще больше на коучинговый запрос похоже. Это не очень похоже на психотерапию. Зачем там какие-то проработки? Нам ничего не надо. У нас есть цель, вижу цель, не вижу препятствий. И тогда бы я пошла к коучу. А если ты понимаешь, если запрос другой, что я хочу больше денег, но почему-то я боюсь, но почему-то я уперся в какой-то потолок, но почему-то я хочу больше денег, но нифига для этого не делаю, например, у меня страдает мотивация, то тогда мы идем к психологу и разбираемся, что с этим не так, почему, что там за страхи, что там за установки. А если просто хочу больше денег, то пошел к коучу, поставили план, шагайте по нему, и все, и не надо никуда заныривать в эту психотерапию. По моему лицу не видно, но я в диком восторге сейчас. Это же шикарный план.
Хорошо. А если мерилом успешности работы с коучем-психологом и своей головой является уровень счастья? Я не хочу думать про деньги, не хочу ставить себе цели по смарту, работать с денежными установками, или если все это проработано... Это классно вообще. То есть, если я понимаю, что я знаю, чего я хочу, но почему-то не получается, иди к психологу. Если я знаю, и он там разберется. Если я знаю, чего я хочу, вроде даже получается, но надо бежать эффективнее, иди к коучу. Так и есть. Так, а если я хочу счастливее быть, то к кому идти и на что посмотреть? Как правило, знаешь, когда появляется запрос «хочу быть счастливее»? Когда с деньгами я решил, Когда все есть, и ты такой, а чё ж я несчастлив? Да. Я же себе ставил цель. Больше денег, у меня стало больше денег, а счастья что-то больше не стало. Такой пу-пу-пу, и тогда мы идем к психологу. И разбираемся с установочками про счастье, что тебе дает счастье, про свои ценности, про свою аутентичность, про то, что ты хочешь вообще в этой жизни. И на самом деле оказывается потом, что деньги... Это не про деньги вообще было. Это про свою значимость, про то, чтобы меня признали, чтобы меня похвалили и чтобы меня любили. В конечном счете мы все хотим одного – любви. Мы все хотим, чтобы нас любили, принимали. И это можно и без денег. Вот эти счастливые из бензоколонки, помнишь, которые я рассказывала из частной крутой школы? Вот это люди, которые поняли, что я же просто хочу, чтобы меня любили и принимали. Оказывается, это не в деньгах дело. На Бали вообще жить недорого. Про недорого я сейчас поспорила. Сейчас везде жить как-то дороговато. Но в целом, действительно, ты знаешь, проще об этом задуматься, когда у тебя деньги уже есть. И есть даже такие исследования, к сожалению, они не в пользу психологов, что взяли 2 группы людей, и одной группе людей дали год психотерапии. А второй каждый месяц выделяли по $500, по-моему, если я не ошибаюсь. Через год замерили уровень счастья. Те, кому давали по $500 в месяц, были счастливее. Почему? Потому что сначала нужно закрыть базовые потребности. Тебе сначала должно быть, что на хлеб намазать, чтобы тебе дети ходили в нормальную школу, чтобы у тебя крыша была над головой. И после этого ты такой, так, давайте подумаем, а что же я недостаточно счастлив, давайте с этим поработаем. Но если у тебя всего этого нет, и ты просто ходишь в психотерапию, принимая себя и свою бедность, и свои проблемы, до уровня счастья мы там еще далеко. Поэтому без закрытия базовых потребностей, к сожалению, вариантов в психотерапии не так много. Сначала должно быть безопасно и сыто, а потом мы думаем о ценностях более высокого порядка, про счастье, какое-то там оказывается. Сейчас вопросы из-за Садового кольца. А из-за уже, мы выезжаем, да? Да, мы выезжаем. Отлично. Вопросы из-за Садового кольца. Если я понимаю, что в семье что-то не так, и приходит идея сходить к семейному психологу, но мой муж на это... Не мой муж, я женщина, а мой муж на это отвечает, я ж что, псих, что ли, идти к семейному психологу? Да. А в целом человек-то неплохой, я его люблю, но вот я как бы хочу решать проблемы, а он не хочет решать проблемы. Вот, начнем с этого вопроса. Что делать? Идти самой. Идти одной. Это абсолютно нормальная история. Вы идете одна, так и говорите, я бы хотела с мужем, но он не хочет, поэтому я пришла заниматься собой. И здесь несколько вариантов. Вариант первый. Мы не забываем, что семья – любая система. Как шестеренки, мы все зависим друг от друга. И начинает меняться один или одна, и неизбежно начинаются какие-то изменения у второго. Поэтому, да, такое может быть, что пошло к психологу кто-то один, но отношения улучшились в паре. Вместе. Да. Научилась отстаивать личные границы, изучила я сообщения и такая уже например, так. Либо поняла, что, оказывается, то, что тебя бесит в твоем муже, оказывается, к нему не имеет отношения, это какие-нибудь переносы с отца, и ты прорабатываешь вообще не мужа, и муж тебе больше нравится, начинает при этом. Такое тоже бывает. Второй вариант – это то, что через какое-то время муж видит, что вы ходите к психологу, что в этот момент вы не сошли с ума, жизнь становится только лучше. Например, у меня так было к мужу. Сначала я ходила долго к психологу, а потом он в какой-то момент говорит, мне вообще нравится. Ты меньше стала как-то раздражаться, жаловаться. А у меня почему так произошло? Потому что я думала, что что сейчас начинать опять с ним выяснять? У меня же в среду психолог, я с психологом поговорю.
И как-то с мужем стало более приятные вещи обсуждать. И ему так это понравилось, что он говорит, дай-ка и я схожу. То есть, может быть, правда, вариант, когда люди со стороны на вас смотрят, видят какие-то ваши успехи, ваши изменения, и им тоже становится интересно. Так у меня было в компании, когда в итоге все мои друзья начали ходить к психологу, а кто-то пошел еще учиться на психолога до кучи. Да, то есть иногда кому-то нужно стать этим первым, кто снимет барьер, кто покажет, что это безопасно. Поэтому смело идите. И есть третий вариант развития событий. Женщина пошла к психологу, проработалась там, да, по самые уши, посмотрела на своего мужа и сказала, ну нет, я больше это терпеть не готова. То, что я терпела, не знаю, 10 лет назад, какую-то грубость, агрессию, невнимательность, наверное, сейчас с укреплением своей самооценки, с укреплением своего внутреннего какого-то, внутренней опоры, я уже на это подписываться не готова. И да, тогда есть такая вероятность, что женщина из этих отношений выйдет. И тут тоже развилочка. Приходит такая женщина, проработанная к мужу, и говорит, все, осточертела, не хочу, не могу, жить с тобой не буду. И тут муж уже говорит, ладно, идем к психологу. И такое тоже бывает, это не самый плохой вариант. Угу. У меня есть традиция, я, как ты поняла, вначале очень хорошо знаю аналитику своего Ютуба, и я знаю, что есть 15% людей, которые досматривают мои выпуски до конца, ну или проматывают сразу в конец. Дай бог здоровья, счастья и детей богатых. Благодарю их каждый раз, люблю вас, ценю, уважаю, и для вас всегда готовлю какой-то качественный вопрос, потому что я знаю, что это обычно люди уже такие прям проработанные. Я хочу проработать себе навык, который называется формирование запросов. Я все время работаю с психологом. Мы снова вернулись на Патрике резко. Да, я точно знаю, что мои подкасты до конца, они мне честно в этом лично признавались, смотрят несколько людей с миллиардными оборотами. Вот вопрос от них. Давай. Я хочу научиться качественно формировать запросы к психологу. А еще я знаю, что есть много разных, ну, там есть гипнотерапевт, гештальт-терапевт, там кто-то пап-маму прорабатывает, кто-то там снятие тревоги движением глаз. Ну, это же очень много разных методов. Конечно. И я пока нахожусь на уровне, где я в процессе коммуникации с людьми отслеживаю свои эмоции и отслеживаю там что-то, что мне стоит проработать. Допустим, вот в процессе сегодняшнего подкаста я несколько раз поймал себя на мысли, Валера, тебе надо проработать синдром красавчика, ведь зачем так часто рассказываешь, что твоя дочь ходит в платную школу, и вы хорошо одеваетесь, и ты там жене даришь подарки. Синдром красавчика – это то, что мне иногда мешает развиваться в бизнесе. Я даже не заметила, кстати, что я это стараюсь отслеживать. Синдром красавчика – это то, что мешает иногда мне развиваться в жизни, потому что иногда я принимаю неверные решения. К примеру, я не могу уволить человека, потому что тогда я буду как бы не красавчиком, или не могу принять непопулярное решение в жизни. И вот вроде уже молодец, я даже сейчас красавчик. То, что ты это отрефлексировал вообще и обнаружил, Я это научился делать поздно. Типа 33 года, это 32. Не поздно. Хорошо, Нет. Я красавчик. Я красавчик. Ну просто так и есть. А почему ты не можешь это признать? Потому что я знаю, что я красавчик, я хорош, все, вопросов нет, люблю себя очень, но это не отрицает того факта, что иногда синдром красавчика мешает мне развиваться. В чем вопрос? Возможно, у кого-то сейчас нет такого навыка формирования запросов и знаний огромного числа методик, которые могут тебе помочь. И вот я понимаю, что работа с психологом сделает мою жизнь лучше, но у меня ни запроса нет, ни методики я не знаю. Как мне повысить эффективность? Ведь нет никаких программ «Пройди тест и пойми, что тебе подойдет». А я бы на твоем месте не синдром красавчика прорабатывала, а жажду контроля. Потому что смотри. Это тоже важно, да. То, что ты говоришь, я хочу знать запрос, я хочу знать метод, на самом деле это желание контролировать процесс. Но на самом деле, когда ты попадаешь к профессиональному психологу, ты можешь прийти и сказать, у меня нет запроса. Я знать не знаю, в каком методе вы работаете. Давайте я вам все расскажу, и мы с вами вместе сформулируем запрос. И профессиональный психолог, он вообще-то этим занимается, это часть его работы, помочь клиенту сформулировать запрос, возвращать его к этому запросу регулярно. Да, когда, например, прошло несколько сессий, вы уже куда-то уплыли в сторону, и психолог, так, давайте еще раз фокусируемся на запросе, над чем мы сейчас работаем, давайте откалибруемся. Поэтому здесь очень важно в психотерапии уметь делить ответственность с терапевтом. 50% на тебе, 50% на нем. И
все наши любимые миллиардеры могут прийти к профессиональному психологу и сказать, что я точно не могу сформулировать запрос, но чувствую, что вот свербит где-то вот в этом месте, например, в синдроме красавчика или в жажде контроля, или еще где-то. Давайте куда-то туда копнем. И профессиональный психолог поможет это нащупать. И он скажет, в каком методе лучше с этим работать. В чем-то лучше работать с помощью метода движения глаз, а в чем-то лучше пойти в гештальт, а где-то лучше в КПТ парочку установок отработать, но это скажет тебе специалист. Пример с врачом. У тебя болит зуб. Ты знать не знаешь, что там за инструмент. Ты даже не можешь понять, какой именно болит. Там где-то сзади. Уже вся челюсть, да. короче, ноет. И ты приходишь к врачу. Ты же допускаешь, что он профессионал, и он разберется, какой зуб и как его лечить. Вот да, тебе придется прийти самому, тебе придется исполнять указания врача, но лечить ты доверяешь это ему. И то же самое с психологом. Ты должен понять, где примерно свербит, в какой области что-то не так, принести это ему, и специалист тебе скажет, а у вас болит нижний вот этого, не знаю, 8, 6, да, и я это буду лечить вот таким-то способом, а иногда даже не нужно знать, каким способом. Не всегда это важно. Поэтому доверьтесь специалистам, не пытайтесь прийти с готовым запросом. Более того, знаешь, какой самый частый случай? Человек приходит с запросом, ему кажется, оказывается, запрос неверный. Оказывается, он другой. И мы занимаемся несколько сессий переформулированием запроса, поиском истинного запроса. Поэтому мне кажется, что в работе со специалистом... Ты считала ты меня такая, у тебя паттерн гиперконтроля. Ну, потому что когда ты, естественно, я хочу пойти к специалисту, но уже с точным запросом, с точным методом, тогда зачем тебе психолог? В принципе, ты уже сам все знаешь. Сам все знаешь, сам все сделал. Ну, там надо еще понять, что специалист хороший, а то он такой, так, у вас паттерн гиперконтроля, вот вам визитка БДСМ-клуба, значит, идите, прорабатывайтесь, да. И прикинь, это сработает. Да стопудово. Там вопросов нет. Что же, я гиперконтроль не лечил, что ли? Ладно. Спасибо тебе большое, что пришла. Спасибо за качественную беседу. Спасибо, что позвал. Очень интересная беседа. И мне очень понравилась вот эта структура, которая была у нашего разговора. Мне понравилось, что все четко, по делу. Мой внутренний перфекционист и тоже любитель гиперконтроля, он просто сегодня отдыхал, потому что был человек, который это контролирует. А мне оставалось просто отвечать и делиться своими знаниями. Мой внутренний красавчик ликует. Вот все и довольны.